работу нашей конференции. И переходим к докладам по секциям. Регламент 10 минут. И предоставляется слово Ольге Минихановне Коноплевой, главный хранитель фондов Музея Дом станционного смотрителя, бывший филиал Ленинградской области, музейное агентство. Здравствуйте. Здравствуйте, коллеги. Тема моего выступления отличается от предыдущих. Просто хочется на нашем примере показать, как важно все-таки правильно изучать визуальные источники, так как даже те события, которые произошли, казалось бы, совсем недавно, могут быть неправильно записаны или неверно истолкованы. И иногда обычные вещи, мимо которых мы проходим годами, скрывают в себе тайны, которые хочется немного приоткрыть. И именно фотографии, картины помогает нам это сделать. Сначала немного расскажу о музее. Наш музей «Дом станционного смотрителя» был открыт в 1972 году по сюжету повести Александра Сергеевича Пушкина «Станционный смотритель». И это был первый в нашей стране музей литературного героя и третий в мире. А интересен наш музей тем, что располагается он в зданиях бывшей почтовой станции. В деревне Вырос 1800 года размещалась почтовая станция, и к середине 20 века здания обветшали. Чтобы спасти их, решили создать музей. Идея создания музея принадлежит токарю оптического института имени Вавилова Ивану Дмитриевичу Ларину. А вот финансовую поддержку оказал совхоз имени Ленина села Рождественно. Его председатель Павел Семенович Терещенко многие годы оказывал помощь в создании музейного комплекса. С 1967 года велись работы по созданию музея, и 15 октября 1972 года музей открыл двери для посетителей. Первые экспозиции создавались научным сотрудником Всесоюзного музея имени Пушкина Ниной Ивановной Грановской. Первую экспозицию разместили в 2 комнатах северного корпуса Вырской почтовой станции. И вначале музейный фонд насчитывал всего 78 экспонатов. Эти предметы были переданы на временное хранение Всесоюзным музеем Александра Сергеевича Пушкина, и некоторые были собраны для экспозиции сотрудниками Гатчинского краеведческого музея. На чистой половине для господ проезжающих, которая описана у Александра Сергеевича Пушкина, была воссоздана обстановка именно типичной почтовой станции, учитывая это описание в повести, и также использовались архивные документы. А в комнате Дуни была сначала оформлена просто литературная экспозиция. Сейчас музей насчитывает более 5000 предметов основного и вспомогательного фондов, а коллекция сформирована из предметов различных типов: документов, фотографий, произведений искусства, этнографическая коллекция, и которые в соответствии с темами делятся на 4 фонда. Вот визуальных источников музейной коллекции представлено у нас не так много. Почти все они поступили в дар от местных жителей. На фотографиях изображены жители нашего района и города Санкт-Петербурга. А в произведения искусства в нашем музее представлены в основном местными мастерами, за исключением некоторых работ. Для живописи и скульптуры, для графики в музее выделен отдельный фонд «Памятники искусства», а вот фонд фотографии с момента формирования коллекции был отнесен к документам. И это было верное решение, потому что сегодня мы изучаем эти фотоснимки как какой-то особый вид текста и как важный исторический источник, как документ. И для создания экспозиции информации раньше как-то вот картины, плакаты уходили часто на второй план. При работе над экспозицией предпочтение отдавалось письменным и вещественным источникам информации, а фотографии или рисунки являлись вспомогательным материалом. Но, как показывает практика, визуальные объекты играют огромную роль в качестве самостоятельных источников информации. Несмотря на то, что изображения являются, наверное, одним из самых доступных средств сохранения памяти об уходящей эпохе, к ним относились более скептически коллеги, чем к документу, написанному на бумаге.
Но со временем стало понятно, что именно визуальные источники при правильной их атрибуции становятся необходимым свидетельством для воссоздания памяти истории. Так, например, при создании нашего музея архитектором Валентиной Васильевной Эк были использованы только проекты типовых почтовых станций из архивов разных лет. Но в процессе создания всего комплекса немалую роль сыграли визуальные источники, переданные в дар местным жителям. Вот если можно, демонстрацию, я отправляла презентацию, демонстрацию там экрана мне не включить. Можно там фотографии продемонстрировать? Нет? При изучении... Да, в принципе, вы сами можете показать фотографии. Я не могу включить, у меня с компьютера не открылась ссылка, я с телефона не могу включить это, к сожалению. Просто хотелось бы показать фотографии, вот при изучении которой в 70, ну, она поступила в дар в 70-е годы 20 века. Просто на этой фотографии выявили объект, который входил в комплекс почтовой станции. Это была деревянная часовня, стоящая у дороги. И сотрудниками музея была проведена тщательная проверка подлинности снимка. Время его создания, место расположения объекта относительно основных строений. И после проведенной атрибуции фотографии найти место, где стояла эта старая часовня, не составило труда. И местный архитектор Александр Александрович Семочкин с бригадой плотников из совхоза имени Ленина в 1984 году очень быстро нашли и расчистили старый фундамент. Вот фотографии с часовней. Там фотография 1947 года. Просто фотографии показать. Вот часовня какая была, и как они быстро нашли это место. И заново воссоздали на старом месте, воссоздали новое здание часовни, которое сегодня входит в комплекс музея Дом станционного смотрителя. Вот это еще раз доказывает, что при правильной атрибуции фотография становится, в общем-то, очень важным источником и сама становится документом. А в 2018 году наш музей закрылся на реставрацию. И во время ремонта здания Шорной, которое входит в комплекс музея, под внутренней дощатой обшивкой открылся сюрприз. На бревнах реставраторы увидели выцарапанные и вырезанные острыми предметами надписями. Можно следующий слайд? Вот это комплекс, и сейчас там стоит часовня на старом месте. А когда мы закрылись на реставрацию, следующий слайд, там увидели выцарапанные надписи. Например, здесь сидел русский гражданин. Или сидел ни за что. Еще одна надпись. За то, что сказал правду, был бит. И другие. Это говорит о том, что дом использовался как место заточения. Вот откуда эти надписи появились на стенах почтовой станции. Нам было известно, что при создании музея для восстановления комплекса почтовой станции свозились старые деревянные амбары, которые сохранились в других местах. По одной из версий, которые рассказывали коллеги, работавшие с 1970-х годов в музее, именно этот сруб привезли из Псковской области. Но для более точного определения бывшего места расположения этого здания мы решили воспользоваться опытом наших коллег и обратиться к визуальным источникам. Изучив коллекцию фотографий, нашли несколько изображений бывшей почтовой станции. Там следующий слайд у нас есть. На фотографии 1910 года, называется фотография «Выезд Вырской добровольной дружины», из фондов музея, мы видим это строение. А вот на снимке 70-х годов 20 века Шорная тоже стоит на своем месте, как сувенирный ларь, уже при открытии музея.
Но вот почему же коллеги говорили, что амбар привезен из Псковской области? Мы обратились за помощью к Александру Александровичу Семочкину, человеку, принимавшему активное участие в работах по созданию музейного комплекса. И он объяснил, что этот дом был амбаром для хранения зерна в почтовой станции. После закрытия почтовой станции в 1870-е годы в Южном корпусе разместилось волосное управление. И этот амбар использовался как холодное для содержания в ней задержанных за провинность мужиков. После революции здание перетащили в центр деревни и стали использовать как общественный амбар. Потом с образованием колхоза как колхозный. После войны в Выре был построен зерноток с хранилищами, и амбар пустовал. Вот на фото 2010 года они увидели, что раньше он был на станции, и перевезли его на старое место. Получается, что он лично его перевозил. Но на работе художника Светлицкого Сергея Павловича, дом станционного смотрителя до восстановления, работа 1952 год, тоже изображено здание Шорной. Можно ли по рисунку определить, что именно это здание стояло в 50-х годах прошлого столетия на этом же месте? Или этот сруб действительно перевезли? Ведь на другой работе Сергея Павловича Выра, дом станционного смотрителя, первое восстановление уже 1972 года, этого дома нет. Понять это сложно. К сожалению, рисунок не фотография, изображенный на картине сюжет создал сам автор. Но, в общем-то, на основе своих впечатлений. Картины, созданные мастерами живописи, распространенный вид визуальных источников. Художники изображают исторические какие-то события, архитектурные сооружения, но правдиво ли это изображено на холсте? Какую информацию о внешнем виде этого строения мы можем понять по рисунку Светлицкого? И как узнать степень достоверности этого источника? Мы затруднились с ответом, пришли к решению, что амбар был привезен, как и говорит Александр Александрович, и стоял он на этом месте в комплексе почтовой станции. Но научным сотрудникам предстоит работа по изучению архивов, чтобы с уверенностью могли сказать, где и как использовали этот амбар, кто был закрыт в нем и по каким причинам. И вот анализ визуальных источников, хранящихся в фондах нашего музея, их правильная атрибуция вот помогают найти такую новую форму подхода при изучении исторических зданий, помочь раскрыть историю объектов этого нашего музейного комплекса. И наш опыт работы с фотографиями и с произведениями искусства показывает, что атрибуция визуальных источников является важным составляющим. И описывая их, мы не только работаем с предметом по классической схеме атрибуции, где надо описать внешние признаки предмета, указать автора, год, место создания памятника, определить стиль, там, технику. Важно комментировать визуальный источник, описывать его содержание, интерпретацию, потому что проведенная работа в исследовании предмета, история его создания в дальнейшем поможет установить исторические факты или события, как вот помогает или не помогает это делать нам. Спасибо за внимание. Вот просто мне хотелось рассказать о таком вот интересном событий в нашем музее и о визуальных источниках, которые помогают нам. Спасибо. Можно поход. Я постараюсь выдержать регламент. Следующий доклад мой. Совместный доклад с Светланой Карм, доктором этнологии, научным сотрудником Эстонского национального музея. И полностью этот доклад будет представлен в ежегоднике Эстонского национального музея в этом году. А также я предполагаю, что на русском языке он будет опубликован и в сборнике этой конференции. Визуализация промысловой охоты в музейном пространстве. Опыт международного выставочного проекта.
А, Совсем недавно, в 2020 году, частица волшебного Зырянского леса, воплощенная эстонскими дизайнерами в выставочном зале Национального музея Республики Коми, удивила сыктывкарцев и гостей города. Но я не буду вдаваться в подробности сложности воплощения этого проекта. И, как вы понимаете, если выставка открылась 28 февраля, то она ушла в период пандемии. Но нам удалось поработать с этой выставкой, и как раз все формы работы будут представлены, в общем, в статье. Сегодня я хотела бы остановиться именно на вопросах, как из тех визуальных источников, которые мы храним, которые не всегда являются аттрактивными, не всегда выигрышно смотрятся на экспозиции, можно, переработав эти материалы, представить это для посетителей таким образом, что это будет создавать впечатление и вызывать какие-то чувства. Ну вот эпиграфом к нашей выставке стали слова Клавдия Попова: если нужно и можно было писать историю зырян, то надо было бы писать историю их охоты. И, конечно, на протяжении многих тысячелетий охотничий промысел составлял основу жизни на севере, и тонкие отношения людей с природой живут в языке и в обычаях, пословицах, народных преданиях, предметном мире, повседневной жизни и праздниках. Ну, собственно говоря, когда затевался этот проект, а проработан он был достаточно хорошо, этой темой занимались и сотрудники Национального музея Республики Коми, и также специалисты Эстонского национального музея и отдела этнологии Института исследований культуры факультета гуманитарных наук и искусств Тартусского университета, в частности, Артлейта. И было понятно, что тема научно разработана, но в каком-то виде хотелось донести ее до людей, потому что она является такой ключевой для понимания традиционной культуры коми-зырян. И, собственно, изначально я задумала фотоальбом на основе фотоколлекций нашего музея. Сотрудниками фондов было выявлено более 400 фотографий негативов, которые отражают традицию охоты, промысловой охоты. Это снимки конца XIX, на протяжении всего XX века и начала 21 века. Это уже непосредственно экспедиционные исследования, вот, конкретно из совместных экспедиций эстонских исследователей и сотрудников Национального музея. Собственно, вот эти несколько кадров я покажу. В альбом в результате вошло 110 фотографий, и на основе они были структурированы по разделам, и в частности один из разделов, так даже неожиданно для меня, тоже из визуальных источников, показал, что, оказывается, есть тема «Женщина и охота». Ну, то есть сам визуальный материал, он, в общем-то, диктовал структуру альбома. И в 2017 году состоялось обсуждение возможных тем для сотрудничества с Эстонским национальным музеем, и было принято решение, что будет передвижная выставка. Вот это, собственно, фотография, которая фиксирует
современную традицию охоты на охотничьем путике сотрудник Национального музея Республики Коми Владимир Борисович Липин, он же охотник, знающий традицию. И была поставлена такая задача, и со стороны Эстонского национального музея была проделана огромная работа по подключению, собственно, художников, дизайнеров, которые перенесли вот этот весь визуальный материал, часто даже непонятный не для носителя культуры. Я сама с этим столкнулась, поскольку я не являюсь охотником, и на многих черно-белых фотографиях мне сложно было разобрать, что там за такая кучка еловых ветвей. Ну вот хорошо, что Владимир Борисович мог как-то распознать в этом ловушки и так далее. Но, в общем, много было сложностей для правильного описания в альбоме, ну и потом все эти наработки очень пригодились, когда мы уже работали над выставкой, и нужно было работать с дизайнерами. Ну вот здесь два высказывания, которые также очень важны были для представления, собственно, охоты как такого познания границ между человеком и природой. Собственно, посетителей выставки встречал вот такой гордо шествующий олень. И вот образность этой выставки, к которой в результате пришли, и для нас, ну, для меня в частности, это тоже было неожиданностью, потому что казалось, что передвижная выставка, это, ну, как мы там привыкли, что-то такое более, может быть, легкое, но планшетное, но все-таки вот уровень создания выставки и отработки той структуры, которую мы предложили художникам со стороны Эстонского национального музея, этот проект курировала Светлана Карм, и удалось, я думаю, воплотить то, что иногда научный сотрудник, конечно, не может даже себе предположить, потому что существуют какие-то способы художественного высказывания, которыми нужно уметь пользоваться и которые можно продумать. Собственно, тематические разделы выставки в какой-то степени повторяли и разделы альбома, но здесь мы брали и также древний пласт, собственно, рассказ о самой древнейшей в мире лыжи, о мифологической охоте показывали через предметы пермского звериного стиля. И вот некоторые находки, вот в частности, фрагмент лыжи со скульптурным изображением головы лося. В моей структуре выставки он располагался в одном разделе, а охотничьи лыжи, собственно, в другом, как будто бы по хронологии. Но вот художники объединили это все в одной витрине, и там же нанесена графика современного художника-футуриста Юрия Лисовского, что, в общем-то, соединило сюжет, потому что мы сталкиваемся с тем, что когда посетители смотрят на фрагмент лыжи со скульптурным изображением головы лося, они не всегда понимают, в общем-то, что это лыжи, да, сложно понять. А тут вот такой сразу образ лыж, охотничьих лыж и сцена с Иркопом, и все это такими лаконичными высказываниями, опять же, на уникальном предметном ряде, было дизайнерами выстроено. В выставку было встроено мультимедиа, какие-то
наработки Национального музея, в частности, мультфильмы. Несколько мультфильмов было использовано, также нам предоставили фильмы, но и был отдельно снят такой видеосюжет на празднике Олимпиада. Съемку проводили сотрудники Эстонского национального музея. И этот фильм также использовался на выставке. Но я вот прошу обратить внимание на дизайн самих витрин. Вот здесь экраны расположены в витрине, дереве, со следами, оставленными жуками-короедами. Это как бы была такая отдельная история с подбором этого всего. Ну, собственно, вот как раз сотрудники Эстонского национального музея проводят запись одного из участников праздника охотников в селе Большелук Кировского района на Олимпиаде. И вот это очень важно было проследить эту линию, что традиция не только в древности была, не только в XIX веке традиционной культуре, но и сейчас она сохраняется. Вот такие интерактивные моменты, охотничьи знаки, пасы были взяты за основу для создания игры «Создай свой пас». Витрины позволяют менять экспонаты, и эта выставка изначально задумывалась, что она будет сделана на площадке Национального музея Республики Коми с этикетажем и текстами на 3 языках: русском, коми и английском, и в версии также на 3 языках она будет демонстрироваться в Эстонском национальном музее. Ну и мы видим, ну это вот уже наш опыт, который мы как бы пережили в себе, когда монтировалась эта выставка, и мы разместили обувь для ходьбы на лыжах в этой витрине, то как-то обувь по-дизайнерски стала выглядеть вот в этом оформлении. Это на самом деле подчеркивает, да, важность экспоната, вообще отношение, наверное, даже, да, к традиционной культуре, когда вот идет такое обрамление. Ну и, собственно говоря, вот так выглядела выставка. Автор концепции художественного решения Кристиан Кирсфельд, и также принимали участие фирма дизайнерская «Вельвет» из Сталина, отдельно фирма по воплощению вот этих витрин передвижных. И мы видим, что, отталкиваясь от обычной черно-белой фотографии и от предметного ряда, который иногда совсем непонятен, как наш фрагмент лыжи, можно прийти вот к такому решению, когда мы попадаем в волшебный лес. И на этом я завершу и благодарю за внимание. Так, мне как-то выйти из презентации, да? Может быть, есть вопросы, просто здесь много сотрудников, которые, конечно, видели эту выставку, но есть наши гости, которые не застали эту выставку в Национальном музее. Если есть какие-то вопросы, но я думаю, мы потом, да. И сейчас я слово предоставляю Карелии. Михаил Леонидович Гольденберг, кандидат исторических наук, директор Национального музея Республики Карелии. И в этом году Национальный музей Республики Карелия также отмечает свой юбилей в октябре, и мы присоединяемся к поздравлениям
Ну, примерно вот мы в одно время появились. Правда, музею Карелии уже 150 лет, если я не ошибаюсь. Вам слово, Михаил Леонидович. Добрый день, уважаемые коллеги. Слышно ли меня? Да, очень хорошо слышно. Очень хорошо. Ну, во-первых, вас тоже с днем рождения, 110. Вот, тоже, конечно, юбилей. Нам 150. 150. Национальный музей Республики Карелия славится своими фондами. И у нас в фондах находится очень большой фотомассив, более 50 тысяч фотографий, многие из которых являются уникальными. Ну и вот среди них, можно сказать, такая жемчужина коллекции. Это фотоколлекция строительства Беломорско-Балтийского канала. Кстати, о датах. На будущий год он отметит свое 90-летие. У нас 10 лет тому назад была мощная конференция, международная. Вот как раз мы много работали с этой фотоколлекцией. Эта фотоколлекция насчитывает около 9 тысяч фотографий. Можете себе представить наше действительно достояние. Мы обладаем такой коллекцией строительства Беломорско-Балтийского канала. Несколько слов о происхождении ее. Это коллекция НКВД. Собственно говоря, все стройки первых пятилеток курировала НКВД. И, в общем-то, ББК, Беломорско-Балтийский канал, это было такое государство в государстве в Карелии. Могу только сообщить один факт, что руководитель нашей республики Эдвард Гюлинг ни разу не посетил строительство ББК. Это была вотчина федеральных, так сказать, властей, говоря современным языком. Строительство Беломорско-Балтийского канала 228 километров за 20 месяцев обошлось дорогой ценой. Прежде всего, если во главу угла ставить человека. Конечно, это экономически был такой уникальный проект, я бы сказал, стройка. Ну и сегодня мы, конечно, можем констатировать, что это был один из объектов ГУЛАГа. У нас очень богатая коллекция, и, конечно, мы работаем с ней, даже когда выставок по Беломорско-Балтийскому каналу нет. Кстати, сообщу коллегам, у нас есть мобильная выставка по этой теме, которая уже нуждается, правда, в обновлении, но она у нас много ездила по республике и вне ее. Мы работаем со школьниками, старшими школьниками, больше со студентами. Можем работать и со взрослой аудиторией. И лично мне очень, так сказать, импонирует лейтмотив вашей конференции. Это вот работа с видеоисточниками. Ну, нет смысла говорить о том, какую ценность представляет эта коллекция, но фотография – это всегда источник, который требует глубокого анализа. Не случайно я не побоялся в научную тему вставить вот это ключевое слово «чтение фотографий». Можно было бы, конечно, назвать смыслоизвлечение, трансляция смыслов, да. Есть такой шахтерский термин, полушахтерский, смыслодобыча. Вот. Я хочу напомнить, что смысл – это то, что человек добывает сам.
смысл невозможно передать. Можно передать факт, событие, явление, значение какого-нибудь факта или события. А вот смысл – это то, что человек сам добыл. Поэтому это очень интересно, очень важно сегодня учить исторической зоркости на примере фотографий, учить исторической оптике, учить историческому зрению. И надо сказать, что иногда вот эти участники этих занятий предлагают самые неожиданные варианты, видят по-своему, с высоты своего поколения и так далее. Вот. Поэтому, конечно, здесь идет речь о формировании вот таких умений, уметь рассмотреть вот в фотографиях скрытый смысл, гиперсмысл, мета-смыслы и так далее. Вперед. Можно начать трансляцию. Ну, вот таких фотографий такого характера вы видите строителей канала армейцев, вы видите определенное время года, зима. Было 4 экспедиции НКВД. У нас совместно с университетом сделана программа. Все эти фотографии заложены в определенную программу по 19 шлюзам, и они совпадают с датой фотографии. Фотографии обычно снабжены сделанными на машинке подписями. Кстати, мы иногда для разогрева, что ли, предлагаем вот участникам придумать свои подписи под фотографии в виде вот, может быть, даже аллегорического характера. Мы предлагаем проанализировать. Вот вы видите фотографию, да, что здесь правда, что здесь витринно-рекламного характера. Вот, правда, они находят правду. Это, в первую очередь, обилие ручного труда. Вот эта тачка, основной, так сказать, механизм. Ну и еще взрывные всевозможные механизмы. Дальше вы их увидите. Есть фотографии с намеком, есть фотографии со скрытым смыслом. Очень интересная тема, это тема отдельного исследования, кто были эти фотографы. Например, одна из французских исследовательниц, Анна Брюнсвик, утверждает, что эти фотографии сделаны высокопрофессионально. Кстати, это может быть вопросом для дискуссии. Ракурс, композиция, да, умение вот передать этот внутренний смысл. Вот почему этот человек сидит, наверное, устал, наверное, непосильный труд. Почему эти люди одеты одинаково в этих фуфайках? Одежда – это очень большой блок для разговоров, потому что очень много фотографий, где люди изображены в белых рубашках. Естественно, когда в среднем человек выживал по 3-4 месяца вот этим каналоармейцам, и порой умершего буквально раздевали до нитки. Очень ценной была любое подобие одежды. Это по воспоминаниям. У нас издано Соловецким музеем 8 томов воспоминаний, так сказать, узников соловецких, где об этом идет речь. Вот, можно вперед еще продвигаться. Вы видите, вот таких однотипных фотографий довольно много. Это фотографии вот одного такого массива, да, тачка, вот эти
мостки. Ну, что такое канал? Это выемка грунта. Надо было переработать вот огромное количество вот этого грунта. Есть фотографии техники. В частности, использовались даже американские эскаваторы. Вот. Но их очень немного. В основном вот основная рабочая сила перед вами на экране. Еще вперед. А вот есть и такие фотографии. Вот обратите внимание, очень странный снимок, я над ним много думаю. Либо вот такого канала армейца нашли, а может и подставили, довольно атлетического характера, да. Рядом, обратите внимание, там люди в белых рубашках, они на работе. Ну, конечно, это витринного такого, да, характера. Вперед, если можно еще. Да, много фотографий касаются быта, повседневной жизни канала армейцев. Ну, вот вы видите интересную фотографию. Запомните, пожалуйста, этого человека. Он прилично одет, хлеб, суп, да. Дело в том, что его очень часто снимают в бытовых условиях. Дайте, пожалуйста, фотографию вперед. Вот. Это практически один и тот же человек. Ну вот тут и еще с людьми, возраст которых, ну, весьма, так сказать, заставляет задуматься. Музыкальные инструменты, патефон, вот как раз вращает ручку патефона, музыка, все прекрасно. Обратите внимание на ракурсы. Это снято профессионалом, это видно. Причем особо профессиональные кадры сняты вот внутри канала. Есть просто фотографии, из которых потом сделаны художественные произведения, картины, в частности, духовой оркестр на дне канала, куда скоро придет вода. Вот. Есть подозрение, что это Родченко, так сказать, вот у некоторых исследователей. Можно вперед. Да, опять этот человек, опять вот еще на двух, да, ну и труд в СССР, дело чести. Особая тема лозунгов. Особая тема лозунгов. Вот я вам готов задать этот вопрос. Почему этот человек все время присутствует, да? Может быть, действительно с одеждой хорошей было не очень хорошо. Вот его приодели, он, ну, просто как актер здесь. Из фотографии в фотографию переходит, да? Вот. Можно вперед. Бытовых фотографий, опять этот человек. Вы понимаете? Вот, ну, вы видите, весело живут, рисуют, танцуют, поют. Есть фотографии и про концерты. Кстати, очень много фотографий, где каналы армейцы сняты в спину. Вот особенно зрители. Вы знаете, видно, что фотограф при всей этой счастливой жизни, в кавычках, боится снимать лица. Лица ведь не обманешь, и особенно глаза. Есть фотографии просто с трагическими глазами. Ну, это зеркало души, тут так и вспомнишь. Если можно, вперед. Вот. Ну, вот примерно вот таких фотографий немало. Но обратите на дальнем плане, значит, вот спальные места, естественно, в повалку, нары. Вот вы видите, да? Все хорошо, все прекрасно. Вперед. Ага. Ну вот, интересная
гендерная тема, да, есть и такие фотографии, просто в какие-то журналы мод можно отправить, да. Сообщаю вот на фоне этих женщин замечательных, значит, умерших канала армейцев, их зимой, весной, осенью не хоронили, их просто выбрасывали на близлежащие болота. Лед растает, они утонут. Вот. Вперед. Угу. Ну, ракурсы, композиция. Обратите внимание, здесь лозунги. Просто это отдельная тема. Демонстрация. Вот женщины на первом плане. Можно, так сказать, сопоставить с модой тех лет, но лица не обманешь. Обратите внимание на лицо вот этой девушки справа. Вы знаете, есть над чем задуматься. И слева, на дальнем плане, ну, вроде как улыбающиеся женщины. Очень молодые. Вперед. А вот руководство. Вот руководство. Здесь, ну, конечно, задаем вопросы по поводу домов. Очень много фотографий передают вот эти недавно построенные дома. Часто для начальства. Да? Обратите внимание, лица вызывают определенный интерес. Здесь и женщина присутствует в центре. Несколько человек в кожаной одежде. Ну, это высший шик начальственного, значит, ранга. Ну, в них не заводились вши, вы знаете, в коже. Вот, в отличие от сукна. Ну, вот этот человек, значит, с усиками, это Нафталий Аронович Френкель, это, значит, руководитель, бывший одесский такой бандит, оказавшийся просто гением организаторского таланта производства. Вот. Кстати, там была очень интересная система поощрений. Есть фотография, очередь за премиальным пирожком. Просто, вы знаете, эти тысячи фотографий, каждая из них ценна. Я очень ограничен во времени, и мне бы не хотелось, так сказать, выходить за рамки. Вот. Он умер в своей постели в начале 60-х годов с орденом Ленина. Очень интересные биографии этих, значит, людей. Вот руководство. Иногда есть фотографии с семьями на строительстве канала. Вот. Это так называемый штаб руководителей. Если можно, вперед. Да, ну вот опять руководители. Алексей Максимович, Горький, посещение. Вы знаете, что он и на канале побывал, и на Соловках известная поездка с писателями. Ну вот здесь можно тоже создать такой образ руководящих работников. Белая рубашка, галстук, кожаное пальто, кепка, хорошие туфли, видно и брюки. Да, есть люди в сапогах. Вот. В основном это чекисты, вот, которые входили в эти штабы по руководству строительством. Я вынужден заканчивать. Я просто хочу сказать, что наша фотоколлекция очень интересна. Если кто-то из исследователей заинтересуется, милости просим, пожалуйста. Если кого-то интересует
сюжеты, какой-то темы. Я далеко не всех сумел тут коснуться. У меня мое выступление скорее такое, знаете, постановка проблемы, что фотографии надо учить читать. Каждая фотография – это как интересная книга, но текст к ней, он скрыт. И конечно, он есть. Его надо просто извлечь и учить этому навыку. Учить этому навыку. Спасибо за внимание. И еще раз всех с праздником. Вопросы, пожалуйста. Спасибо большое. Вот если бы я знала, что у нас будут такие перекрестные темы, то постановочные фотографии охотников, они тоже у нас вот представлены были на выставке. Но действительно, это же были специальные задания, выезжали журналисты, профессиональные фотографы и снимали быт. У нас также есть в коллекции музея альбом, который представляет почти замечательный быт тех, кто строил железную дорогу. И вот наш следующий доклад как раз тоже как-то соприкасается с той темой, о которой вы рассказывали. Анна Сергеевна Мельникова, зав. Отделом истории Национального музея, репрезентативность коллекции по теме политических репрессий в контексте работы над новой экспозицией отдела истории Национального музея Республики Коми. Спасибо, Михаил Леонидович. Да. Ну, может быть, тогда отсюда или... Михаил Леонидович, вопрос. Пожалуйста, я весь во внимании. Да, спасибо за очень интересный доклад. Действительно, фотоколлекция, она потрясающая просто. Я хотела спросить, есть ли у вас какие-то предположения вообще вот по поводу этой фотоколлекции, для каких целей она делалась? Потому что вот судя по тем кадрам, которые были показаны, в общем-то, там нет никаких ужасов строительства вот этого канала, а наоборот кажется, что, скорее всего, была сделана попытка представить вот эту работу как такую налаженную, повседневную, и, может быть, это вообще в качестве какого-то отчета НКВД шло. Вот. То есть есть ли у вас какие-то вот на этот счет соображения? Ну, вы знаете, соображения, они на поверхности. Вы сами уже много сказали верного. Вот. 4 экспедиции фотографов было в ходе строительства канала. Руководство понимало важность происходящего. Все это называлось «Великая перековка». Вот. Конечно, ужасов никаких на фотографиях вы не увидите. Вы не увидите. Это, пожалуйста, вот читайте воспоминания, читайте книгу Ивана Чухина, канала «Армейцы». Там вот все это есть. Это витринная рекламная акция. Как, собственно говоря, очень много было такого тогда в нашей общественной жизни. Показать, что вот великая перековка. Есть очень интересные фотографии, знаете, такие агитационные. Например, вот никогда бы не догадались. Могила Филона. Филон – это тот, кто, значит, не выполняет план. И вот агитационная могилка. Вот просто не удалось ее взять. Ну, там много чего можно показать великолепного. Просто могила, оградка и подпись «Могила Филона». Вот этот образ, там, конечно, никакой могилы нет, я так думаю, а может и есть, хотя их не захоронили организованно. Очень много таких фотографий в столовой,
одинаковые, значит, посуда. Очень много фотографий ударников. Они получали дополнительное, значит, питание. Все в белых рубашечках такого кальсонного типа. Вот. Есть фотографии женские, есть известные люди. Мы знаем этих поэтов, этих писателей. Есть люди, которых мы знаем просто. И потом желательно вот эти занятия проводить на языке фотографического искусства. Постановочный кадр, репортажный кадр. Ну, почти все кадры постановочные. Кроме природы, там техники на дальнем плане. А вот эти кадры с тачками, я уверен, они есть элементы фотошопа. Конечно, тогда это не называлось фотошопом. Женщина с тачкой, с огромным камнем, а ботинки каши просят, говоря по-русски. Следующий этот же кадр, ботинки приведены в порядок, они уже зашнурованы. Ну, просто фотохудожник применил искусство. Есть и такие фотографии, как мы бы сегодня сказали, фотошопы. Вот. Значит, коллекция очень интересная. Вы знаете, сообщу вам один факт. Вот этот проект оцифровки, она у нас вся оцифрована. И создание этого, значит, приспособления, вот путешествие по 19 шлюзам, математик, преподаватель университета нашего Петрозаводского, молодой, защитил кандидатскую диссертацию на стыке истории и математики, ну, информатики. Вот. Так что вот такой вот интересный факт. Спасибо большое, Михаил Леонидович. Я думаю, что эта тема очень перспективная для исследований, и если объединить коллекции разных музеев, то это тоже было бы перспективно. А пока, наверное, будем изучать каждый свои коллекции. Я передаю слово Анне Мельниковой. Спасибо. Тема моего сегодняшнего доклада, она обусловлена тем, что мы работаем над новой экспозицией отдела истории. И в каком-то ближайшем будущем будем строить новую экспозицию, и экспозицию, в которой впервые будет более или менее полно представлена тема политических репрессий. Предыдущая экспозиция, она у нас существует с 1985 года, в 2016 году условно она прекратила свое существование, и вот на той предыдущей экспозиции была впервые показана история нашего региона, начиная с первого появления здесь человека и до середины 20 века. И на ней, в общем-то, главным, как и полагалось, краеведческим экспозициям, главным акцентом была Великая Отечественная война, и вообще весь локальный нарратив, он был, выстраивался на фоне каких-то вот крупных событий, которые происходили в целом в стране. Ну и, конечно, вот таким пиковым таким событием 20 века была Великая Отечественная война, хотя наш регион, он находится в глубоком тылу, и, понятное дело, здесь не происходили военные действия. И вот сегодня уже, размышляя над новой экспозицией, мы несколько по-другому решили подойти к тематикам, которые мы хотим раскрыть, ввести новые темы в экспозицию, и в том числе и тему политических репрессий. Вместе с тем, конечно, уже с начала 90-х годов вот такие вкрапления, они появлялись. Но это буквально несколько витрин, и ежегодно тема политических репрессий у нас раскрывалась через выставки. Выставки, в которых показывались репрессии с разных сторон, через разные социальные группы. И
совершенно разных ракурсов. Тема моего доклада звучит как репрезентативность, да, коллекции. Было необходимо посмотреть, насколько наша коллекция по истории политических репрессий вообще репрезентативна, потому что вот мы никогда ее вот в таком достаточно большом объеме не показывали. И вот прорабатывая этот вопрос, мы столкнулись с большой проблемой, связанной с тем, что наш музей, коллекция нашего музея формируется на протяжении 110 лет. Коллекция непосредственно там по политическим репрессиям, она формируется там, условно говоря, с 1940-х годов, но это было не специально, да, а поскольку-постольку, и вот через коллекции, которые нам сдавались после различных выставок. Это предприятия в системе НКВД сдавали свои предметы в огромных количествах. Это картины репрессированных художников, которые к нам попадали. Но в основном вот весь пласт коллекции по политическим репрессиям, конечно, попадает уже в самом конце 80-х годов и вплоть до сегодняшнего дня. Но при этом у нас, поскольку нет собрание музея 260 тысяч предметов, да, более этой цифры, и у нас нет отдельно выделенного фонда политических репрессий, и поэтому вот для того, чтобы сделать вот следующую работу, нужно было их вычленять. В результате получилось, что в собрании музея на сегодняшний день у нас порядка 2500 предметов по истории ГУЛАГа. Но эта цифра, она весьма условная. И вот все эти предметы, они разделяются на коллекции по материалу изготовления. Это более 10 разных коллекций. Это фото, это документы, коллекция керамики, фарфора и стекла, изобразительного искусства, фонда металла, дерева, ткани, кости и так далее, и так далее. И есть такое подозрение, что до конца они все и не выявлены. И, в общем-то, это еще, наверное, работа будет не одного года последующих. В результате, для того, чтобы представить то, что получилось и в рамках доклада, и потом в рамках статьи, и для того, чтобы потом с этим материалом работать на новой экспозиции, я решила поделить вот все выявленные материалы на несколько групп. Это археология ГУЛАГа, архивно-следственная документация и канцелярия, тюремный лагерный быт, рукоделие, ремесло, искусство, источники личного происхождения и так далее, и так далее. Сегодня я, наверное, очень вкратце вот буквально несколько из этих групп раскрою и более подробно будет в статье. Первая группа выявленных предметов – это археология ГУЛАГа. Есть отличные примеры, когда археологическая наука приходит на помощь, да, и исследователям. Например, в Приднестровском государственном университете Игорь Четверяков, он уже на протяжении нескольких лет занимается раскопками именно вот мест расстрелов, да, и его материалы потом ложатся в основу экспозиций. Но в нашем случае это несколько другая археология. Это группа музейных предметов, которые состоят из объектов, обнаруженных в бывших лагерях ГУЛАГа и в других местах, связанных с историей массовых репрессий. В основном комплектование этого группы источников происходит в ходе экспедиций, поездок музейных сотрудников. Наиболее результативной из всех прошедших экспедиций является экспедиция 1989 года, она же была и первой, поездка в Кинчпогосский район, в места, где были расположены лагерные пункты Усть-Вымлага, НКВД. Вот именно в конце 80-х годов это была такая основная тенденция
по всей России, ну, по всему Советскому Союзу началась музеификация лагерных объектов. И надо понимать, что вот в это время начали поступать предметы в фонды музеев, которые пролежали под открытым небом, да, там в течение 40-50 лет. И это практически все предметы в той или иной степени повреждены, загрязнены, они имеют, там, если это металлические, то там, коррозию, да, и какие-то предметы находятся в руинированном состоянии, но вместе с тем вот этот фонд археологии ГУЛАГа, он чрезвычайно важен, интересен и в частности, для представления лагерной жизни, включая там труд заключенных. В этих коллекциях есть инструменты, которыми пользовались заключенные разные детали. И такие коллекции, такие предметы, как правило, они не сохраняются в мемориальных коллекциях и комплектуются музеями вот, и практически исключительно в результате экспедиций. Сбор 1989 года включает в себя разные, в том числе и предметы быта, умывальники, котелки, миски, двери-решетки из штрафных изоляторов, окна, колпаки для лампочек, рукомойники, вывески разные. Вот одна из них перед вами. И всего вот в результате этой экспедиции было собрано 41 предмет. И кроме того, в ходе экспедиции велась еще и фотофиксация, и в фонды попало 26 фотографий и негативов. На них были запечатлены лагерные постройки, места массовых захоронений. И буквально в июне этого года мы проехали в том числе и по тем же пунктам, в которых были в 1989 году, зафиксировали изменения, которые произошли на этих объектах, и еще немножко дособрали эту коллекцию. Предметы из раздела «Археология ГУЛАГа», они попадают еще и в фонды путем дарения от разных частных поисковиков. Например, в 1991 году в фонды нашего музея Ложкиным Виктором Васильевичем, это краевед, создатели музея мемориального кладбища в поселке Абись, были переданы таблички, опять же, захоронений неизвестных заключенных, особенно с Абизи. И если подводя итог вот первому разделу, нужно сказать, что на сегодняшний день в коллекции музея есть предметы всего из 2 лагерей, то есть Усть-Вымского и Абийского, вот за это время, да, с конца 80-х годов. И нужно, естественно, расширять географию, да, этих экспедиций. Поездка в 2019 году у нас состоялась в Аджиром, бывший поселок Пезмак, который являлся центром Локчемлага. И вот совсем недавно мы съездили в Важайоль и другие объекты. И вот эти поездки, они показывают, что объекты ГУЛАГа, они еще не до конца утрачены, их нужно фиксировать, музеифицировать, фондировать, и нужно продолжать эту деятельность для пополнения вот этого фонда условного. На основе предметов, отнесенных нами к группе «Археология ГУЛАГа», можно показать масштаб общей сети лагерей в нашей республике. Ну, тут фактически, да, только на нашем региональном уровне то, что делает Музей истории ГУЛАГа в Москве. В пространстве от Сыктывкара до Воркуты располагалось всего 14 огромных лагерей с большим количеством лагпунктов. И часть из них, особенно вот в Аджиром, это объект, который еще можно музеифицировать. Там еще сохранились объекты, которые, в общем-то, не безвозвратно потеряны. Следующая группа музейных предметов – это архивно-следственная документация и другая канцелярия.
Основной корпус этих предметов поступил в 1992 году от старшего научного сотрудника отдела истории Эвелины Ананиной. В основном это ксерокопии документов, которые хранятся в Центральном государственном архиве Коми СССР, в современном Национальном архиве Республики Коми. Среди этих документов доносы, приговоры, акты о расстрелах, расстрельные списки, описи имущества и другие разные документы. Всего 130 единиц хранения. Вот я не зря для иллюстрации выбрала такую ксерокопию, да, это, в общем-то, в основном ксерокопии плохого качества, которые, ну, вот просто показывать на экспозиции нельзя. С одной стороны, появление вот такого большого количества ксерокопий в коллекции музея было обусловлено стремлением вести такой летописный рассказ на экспозиции, вот, что характерно для краеведческих музеев. И в те моменты, когда это невозможно было сделать через музейный предмет, на помощь как раз приходили научно-вспомогательные материалы, и их активно использовали. При этом вот эта вот архивно-следственная документация, это весьма информативный источник. И нужно им распорядиться, да, будет на экспозиции грамотно и, скорее всего, представить в виде какого-то мультимедиа. Именно этот пласт музейных предметов, он чрезвычайно, как я уже сказала, информативен, и он по-своему уникален. Дело в том, что вот и археология ГУЛАГа, да, и последующие группы музейных предметов, которые я представлю, они все рассказывают именно про тему ГУЛАГа. А вот этот корпус источников, он рассказывает нам, раскрывает тему террора. То есть то, что было до ГУЛАГа, что привело этих людей в лагеря. И значит, что вот именно через эти предметы, а также через предметы, которые у нас тоже есть в фондах из семей бывших сотрудников НКВД, именно вот через эти предметы мы можем на экспозиции рассказывать не только о жертвах, но и о преступниках этого времени. Последняя, наверное, группа, на которой я более или менее подробно остановлюсь, это тюремно-лагерный быт. Это типовые предметы, которыми люди пользовались в тюрьмах и в лагерях, которые после возвращения домой приобретали статус мемориальной вещи. Они нередко сохранялись в семье. Такова, по большей части, история поступления этих предметов в музей. Среди этих предметов посуда, предметы личного обихода заключенных, предметы одежды и обуви. С одной стороны, в коллекции в этой есть совершенно типичные предметы. Это обычная, например, алюминиевая миска, из которой ела практически вся страна. Но с другой стороны, вот показывая такие типичные предметы, да, совершенно обыкновенные из жизни каждого человека этого времени, мы рассказываем историю репрессий через быт. И таким образом пытаемся вот эту тяжелую тему ввести в привычный музейный контекст, причем такой более этнографический, да, контекст, как будто вот существовала какая-то страна, да, или народность ГУЛАГ, и вот жили люди, у них были вот такие вот предметы быта. Но среди этих предметов есть вместе с тем и предметы, которые отражают специфику положения именно заключенных. Например, письмо из лагеря, вот, которое сейчас на слайде, написанное на ткани. Это письмо происходит из мемориальной коллекции Елены Владимировны Марковой. Было передано вот относительно недавно, уже в 10-е годы 21 века. И предыдущий докладчик нам показывал фотографии, да, из разных фотоальбомов. Вот у нас в нашем собрании более 300 фотографий и 5 подобных альбомов. Это альбомы 40-х годов, и которые в это же время поступали в музей. Это в основном альбомы, посвященные строительству железной дороги
и Пиню-Пусть-Сысольск, и Северо-Печорской железной дороги, они действительно имеют постановочные совершенно кадры и больше отражают не быт лагерный, а другие аспекты. Светлое будущее. Да, светлое настоящее и будущее. Вот буквально несколько фотографий приведу. Ну и к этому же фонду можно отнести предметы, образцы продукции, которые изготавливались на разных производствах заключенными. Таких предметов у нас более 1000. Такая масштабная коллекция, но она вот связана именно с крупными выставками, которые проходили на базе павильона, тогда музейного отдела. Еще, вот, кроме обозначенных, я здесь включила группы музейных предметов рукоделия и ремесло, искусство, совершенно разные предметы, источники личного происхождения мемориальной коллекции. И к чему я прихожу в итоге своего исследования, это такой вывод, что коллекцию нашего музея можно так частично признать репрезентативной. Есть темы, которые можно раскрыть достаточно полно через наши коллекции. Это труд в основном, да, и быт заключенного, это искусство в условиях несвободы. Но нужно продолжать организацию экспедиций на место бывших лагерей. Нужно расширять географию этих поездок. И на сегодняшний день уже очень остро стоит вопрос о том, чтобы продолжить заниматься видео и аудио интервью с репрессированными, с их потомками, с представителями то есть с потомками сотрудников НКВД, и причем с последующим фондированием этих материалов. Нужно продолжить сбор мемориальных коллекций, при этом особое внимание уделив категории спецпереселенцев, потому как показало исследование, коллекции именно по этой категории заключенных у нас практически нет. Все это можно делать совместно с общественными организациями, с покаянием и мемориалом. И вот буквально в первой половине этого года к нам поступила крупная коллекция из фонда покаяния, обработкой которой мы сейчас занимаемся. В основном все трудности с выявлением предметов связаны с тем, что это никак не фиксируется. Ни в легендах, да, то, что это предметы, принадлежащие там, людям, прошедших через какие-то определенные репрессии. Анна Сергеевна, у вас дальше и национальной галереи. В этом году мы открыли новую коми-экспозицию, и хочу сказать, что она называется «Коми. Человек, ландшафт, миф». И, собственно говоря, я думаю, вы немножечко там поймете, почему мы так назвали. И я отвечала за один из разделов, там всего 4 раздела, я отвечала за раздел «Освоение Севера». Ну, как бы я так вот просто подумала, когда в коми-искусстве, да, вообще появилась как бы эта тема освоения Севера, наверное, самая первая такая работа – это рисунки Иванецкого, да, потому что он был на Печоре, на барсяном промысле, и у него есть один такой рисуночек, но на самом деле, если мы на него посмотрим, то я думаю, что мы не поймем, что это барсяной промысел, потому что это просто гора, и внизу маленькая избушка, потому что там жили целыми семьями, собственно говоря, там отцы семейств взрывали эту гору потихонечку, да, а дети просто тихонечко, в общем-то, весь этот наждак просто приводили в какой-то такой более-менее презентабельный вид.
Если говорить вообще о коме и о индустриальной тематике, по которой вот Мария будет тоже рассказывать, хочу сказать, что в коме она начинается где-то буквально в 40-е годы и, в общем-то, практически, наверное, в середине 40-х годов. То есть если, например, в Советском Союзе эта тема была очень ангажирована, и это было 20-е, а особенно 30-е годы, то она у нас появляется именно во время создания, то есть после создания Союза художников и после такой некоторой регламентации. Первые выставки Союза художников были во время войны, это 43-й год и последующие. И в основном это была тематика военная, а освоение, в общем-то, было немножко так бы сбоку. Но уже в 45-м году, после победы, появляется вот эта тема освоения Севера. И я хочу сказать, что, наверное, первые такие вот ласточки, это первые командировки наших коми-художников на север. Это у Безносова графическая серия по Ухте, по Княжпогосту в 43 году, лесозавод Стывкарский, 44 год, Сплав в 45 году. И вот, например, в 43-м, 44-м это Жилин и Поляков, их поездки в Ухту, в Воркуту. И вот интересная такая тематика. В 43 году у Жилина появляется целый ряд портретов орденоносцев. Можно следующий? Или я сама? Целый ряд орденоносцев. Здесь мы видим Торопова Федора Александровича. Вот этот портрет, он очень выделяется с этого ряда. Почему? Потому что это парадный портрет. В Национальном музее тоже целый ряд таких портретов подобных. Да? Если вы на них посмотрите, у них обязательно почему именно его написали. Потому что ему орден дали или медаль дали, и это орден и медаль обязательно у него присутствует. Да? Здесь, посмотрите, здесь этого как бы ордена нет. Можно, конечно, гадать, почему это получилось, но, в общем-то, мы знаем, что это бывший заключенный. Попал он в Ухту в 23 году с экспедицией ЛГПУ. Но уже в 1932 году он был освобожден, и с ним, в общем-то, связан радиовый завод и развитие водного промысла. И, как мы видим, в 1943 году этому человеку был вручен орден Ленина, а чуть позднее он стал сталинским лауреатом Сталинской премии. И вот здесь тоже мы смотрим на вот эту работу, да, посмотрите, здесь обычно парадный портрет, это он показывает, что за человек, что за у него статус какой у него, да, кем он работает, что он сделал. Здесь, собственно говоря, мы этого ничего не видим, он в достаточно такой простой обычной одежде, держит папиросу с мушуком, да, в общем-то, ну, я говорю, здесь как бы такие некие такие загадки. Вообще Жилин был, у него нос по ветру был, но он был достаточно такой рисковый человек, и вот действительно, может быть, то, что вот этот бывший зэк, а может, что-то, в общем-то, и другое. И еще вот здесь работа Полякова, отправление эшелона с углем в Ленинград, это как раз наша Печорская дорога, это Воркута. И, собственно говоря, я думаю, что, наверное, одна из первых, наверное, таких тематик освоения Севера, она именно произошла в творчестве Полякова. У него в 1944-1945 году выходит целая серия, которая называется «Новая Воркута». И вообще вот как бы вот это вот освоение Севера, оно сюда шло со словом «новый», да, то есть «Новая Воркута», «Новый Север» и так далее. Вот. И, собственно говоря, если вот о Воркуте говорить, вообще о всех городах и освоении Севера, то вот мы же помним, что, в общем-то, практически там до 40-х годов это был единственный город был во всей республике, это Стывкар, и, собственно, все наши эти города, которые потом по ветке пошли, это бывшие лагерные пункты. Митюшов, строительство Печорской железной дороги, продолжаются командировки. Митюшов был в 1947 году в Воркуте. Эта работа, в общем-то, ее очень здорово ругали. Почему? Потому что я думаю, что, конечно, он уже в 1947 году никакого там строительства Печорской железной дороги не видел. Она уже была практически построена. Но за что ее, в общем-то, могли ругать? Ругали ее за то, что здесь только ручной труд, да, за то, что женщин нет, в общем-то, и женщина там должна была рельс носить и так далее и тому подобное. Слишком пасмурно, слишком как-то вот холодно, слишком тяжело. Видно, что тяжело как бы работают, да, а такого пафоса, в общем-то, нету. На самом деле,
Митюшов, я думаю, как вообще, как многие художники, все вообще говорить как о картинах, об изобразительном искусстве как историческом источнике. То есть, с одной стороны, мы понимаем, что это, конечно, такой неявный исторический источник, потому что очень много каких-то приукрашиваны, или наоборот, как бы то, что как бы за кадром остается, вообще как бы сам вот, наверное, вот, само искусство, оно, в общем-то, от этого и идет. Но всегда получается так, ну даже если не всегда, но, по крайней мере, очень часто, что произведение, оно немножко все равно о чем-то нам таком говорит. И, в принципе, я думаю, что Митюшов, съездив в Воркуту, и именно, в общем-то, по лагерям погуляв хорошо, он какие-то вещи до нас донес. Сразу хочу сказать, школьное искусство, когда начало развиваться, буквально сразу, то есть у него не было такой свободы творчества, как сейчас, то есть то, что ты хочешь, что ты и пишешь. И, собственно, сохранился очень такой интересный документ. Это тема для картин, приобретение которых было желательно для художественного музея в 1946-1947 году. То есть эти темы, они очень четко обозначивались. Практически, как бы, если ты писал что-то там, какой-то там, не знаю, натюрморт там, с цветами, то, скорее всего, просто не закупили бы. А если ты пишешь только натюрморт с цветами, то это еще и подозрительно. И, собственно говоря, чтобы не было таких вот, как бы, вот, пересечений там, и так далее, да, может быть, для того, чтобы убрать некую конкуренцию, эти темы просто распределялись между художниками. То есть, там, ты это пишешь, у тебя хорошо получается там праздники, ты праздники пишешь, и все вот так это было расписано. И вот эти темы, смотрите, все, что связано с освоением севера. На лесозаготовке должна быть отражена наиболее передовая техника и новый быт на лесозаготовках. Сплав. В пейзажном варианте желательно отражение своеобразной красоты пейзажа наших рек с плывущими по ним плотами. В идеале белая ночь, конечно. Новый север, северная нефть. Тема связана с бурениями, отправкой эшелона нефти. Пейзажи с нефтяными вышками в лесу. Заполярная Воркута отражает эпизод создания заполярного угольного бассейна. И новый пейзаж Коми, в который вошло новые нефтяные вышки, или железная дорога, или новые индустриальные города, поселки, МТС, колхозы. И, собственно говоря, мы как раз это все это отражение и видим. По поводу того, насколько как бы верно показывали произведения искусства, то, что, в общем-то, на самом деле происходило. Хочу немножко, здесь у меня этой работы, к сожалению, нету, но просто хочу рассказать. Есть работа у Полякова, называется она, если я не ошибаюсь, «Новый север». Это графическая работа, где изображен берег реки, на которой стоит оленевод, у него там олени рядышком, он смотрит там за реку, а за рекой город строится, да, то есть как бы вот удивление такое, то есть как будто написано, что он раньше здесь приезжал, здесь, в общем-то, было пустое пространство, вот тут приехал, тут уже город стоит. И интересно обсуждение этой работы, когда просто вот стали говорить, как это так, вот по всему видно, что это Ухта, да, ну откуда олени там, да, и на самом деле просто вот была целая такая битва, то есть доказывали, могут быть олени там в Ухте или нет, да, и потом уже в конце концов Поляков там в сердцах сказал, ну я, понимаете, я просто вот хотел символ нового города создать, да, ну что вы прицепились там с привязками географическими. Но на самом деле просто хочу сказать, что вот очень многие работы соцреалистического периода, они на самом деле все-таки отражали какую-то такую конкретику, да, если по ним даже можно было города узнать. И еще хочу сказать, что если говорить о лагерях, то, собственно говоря, в лагерях было то же самое. Совершенно то же самое, когда Поляков едет, например, в Воркуту, он собирает там художников во главе с Пантелеем Киреевым, да, и они также точно, они распределяют темы. То есть темы, которые должны быть изображены. И вот на нашей экспозиции, да, мы видим это работы именно такого, это гулаговские работы, это художники, которые уже вышли из лагерей, но оставались при них. И я хочу сказать, что эти работы, они у нас были на выставках и у нас, и в нацмузее на совместных выставках, да, но вот в постоянной экспозиции они у нас демонстрируются впервые. И вот немножко отделена работа Пантелея Киреева «Полубункер», где изображена
сожжена шахта номер 1, это шахта капитальная, собственно говоря, вокруг которой Воркута, в общем-то, и возникла, как поселок при этой шахте. И она выделяется не только размером, да, но она выделяется такой некой трагичностью. И почему еще мы ее как бы немножко так выделили? Там другие художники, несколько художников, они пережили лагерь, они выжили, они вернулись на родину, ну, вот кроме Вунтера, да, который погиб уже позже, да, когда уже был свободным человеком. Вот. А Пантелеев, Киреев, он лагеря не пережил, он был, ну, забит, скорее всего, у него было очень такое здоровье не очень, был забит во время допроса по повстанческому делу в 1945 году, буквально перед самой победой. Видимо, просто вот такой допрос был с пристрастием, что человек не выдержал. Про него много можно рассказывать, я увлекусь. Но как бы лучше дальше пойдем. Но вот просто вот хочу еще сказать, что человек очень на самом деле был интересный. И вот сейчас буквально вот всплывает новая информация, и оказалось, что этот человек, в принципе, стоял у истоков Иркутского художественного музея. То есть он был первым его хранителем. Очень помотал его, конечно, очень здорово. Сам был из дворян, поэтому, собственно говоря, и попал сюда. Если говорить о освоении Севера и его отражении в искусстве, то, конечно, потом резко отделяется и резко выделяется 60-е годы, начало, там, да, 60-е годы, это так называемый суровый стиль, это хрущевская оттепель, когда уже не показывают, например, какую-то такую пафосную сторону, а показывают трудности, с которыми встречаются те, кто осваивают Север. Мы видим, что, как правило, это в цвет, это такой темный серый цвет, это такие очень суровые лица, да, и, собственно говоря, вот, то есть это, как правило, тоже техника какая-то, вы помните, там тоже это барды, туризм, да, это вот как бы все это всплывает, и если вот именно вот к этой части экспозиции мы подобрали камни почему? Потому что вот если вы посмотрите на работу Торлопова «Искатели», то вы увидите, что, вот понимаете, вот что камни, что вот люди, да, они как будто сами каменные, они вот как-то очень такие твердые, суровые, они готовы все это преодолеть. И Торлопов, он знал это все как бы не понаслышке, потому что он сам ходил. Вот как можно было попасть в геологическую партию? Это можно было только вот попасть туда как рабочий. То есть днем ты носишь там какое-то там оборудование и так далее, кормишь там, еще что-то такое, а где-то вот будет минутка, ты порисуешь что-то. И на самом деле, вот если посмотреть на наши произведения, у нас очень много произведений подобного типа. Да, хорошо. Из того же как бы вот теста работа Шашков, портрет Шашкова у Энгиса Козлова, опять же, это та же вот, те же экспедиции и так далее. Характерное, приглашаю просто на выставку, почему? Есть очень интересная особенность этой работы, вот то, что вот как бы вот эти глаза, когда смотрят, вы куда ни пойдете, они за вами будут смотреть. Это, и она у меня поэтому в центре, в общем-то, ну вот такой нерв небольшой. 70-е годы, это такая романтизация, немножко уже освоение, там очень много союзно-комсомольных строек, приезжает молодежь, и вот вы видите внизу работа нефтеразведка Усинск, она для меня очень музыкальная, потому что эти трубы, они как будто вот трубы органа. И у Асташева ритм Усинска. Усинск наш самый молодой город, буквально в 1984 году он стал городом, а был буквально, то есть там за 10 лет до этого это маленький поселок для буровиков. И в 1984 году опять же едут наши художники, но смотрите, какая интересная работа, она на самом деле, если так присмотреться, Асташев, он философ. И мы видим как два человека, то есть один человек, который сейчас собирается выйти, да, вот туда, вот в природу, в голубое небо, вот, и вместо него остается вот такой вот костюм, да, там пустая каска, график дежурства и так далее. И вот там есть вышка, и здесь есть вышка, то есть как бы двоится вот этот мир. Он на границе стоит. Женская такая тематика на сплаве. Сплав тоже как бы наше, вот это вот наше все, лес наше все. И женская работа, да, потому что это на самом деле очень тяжелое, чисто физическое, но вот очень много как бы женщин было. Но опять же здесь хочу сказать, что здесь немножко такое поэтизированная такая работа, потому что написана она как, вот, ну, как фреска раннего Ренессанса. Здесь уже немножко другое, здесь уже ирония пошла, 70-е, 80-е годы, если мы видим справа последний метр газопровода, то есть они как бы варят уже, да, прямо в этой трубе, а там уже митинг идет, который уже все, они уже
празднуют газопровод. И вот тоже женская тематика, это арматурщицы, потому что, собственно говоря, тоже сейчас я посмотрела, думаю, что за арматурщик, что это за профессия такая. Написано, что для мужчин очень крепких это профессия, да, вовсе как не для женщин. То есть для женщин даже не упоминается, что это женщины могут быть арматурщицами, но для меня вот это вот, они, понимаете, как этот костяк, этот вот сетка железная, которая вот железобетон потом держит. И буквально в 80-е годы это уже пошла экологическая тематика, то есть вот дымы Отечества, смотрите, какие вот названия, дымы Отечества, да, древо. То есть на самом деле, как бы, если до этого мы не задумывались, наверное, к чему приведет, там, как природа на это все отреагирует и так далее, да, то уже вот 80-е годы это уже немножко другой подход. Вот, собственно, наверное, и все. Если говорить о современной индустриальной тематике, то ее, в общем-то, наверное, в коме нету. Да? Но я просто хочу сказать, что в России это все возрождается, потому что сейчас появились такие молодые художники, которые договариваются, но это уже как бы не государственные предприятия, да, а частные предприятия, и пишут уже большие работы на заказ. Все. Спасибо. Предлагаю 10 минут паузу, потому что мы дальше по докладу. Как? Давайте сразу, потом не соберемся. Хорошо, регламенты все мы уже зашли. И дело. Знаю, музей Республики Коми Полякова Мария Дмитриевна, она продолжит тему индустриального, тему освоения севера через индустриальный пейзаж. Добрый день, уважаемые коллеги. Заранее извиняюсь за форму презентации, потому что оригинальная была утеряна и пришлось очень быстро восстанавливать, поэтому... В 2021 году в Национальный музей Республики Коми пришла выставка «Индустриальный пейзаж», на которой была представлена коллекция индустриального пейзажа произведений художников Республики Коми из собрания музея. Данный доклад представляет собой обзор произведений коллекции на основе материала, собранного в ходе работы над экспозицией. Стоит отметить, что индустриальный пейзаж в советском искусстве стал одним из ключевых жанров соцреализма. Он транслировал художественные образы промышленных объектов в природном ландшафте и, стремясь подчеркнуть красоту металлических конструкций и бетонных фасадов, которые гармонично должны были вписываться в работу. Художники культивировали позитивную интонацию в осмыслении этой темы. И одним из важных факторов развития индустриальной тематики в изобразительном искусстве Республики Коми является производственный подъем региона в период Великой Отечественной войны. В Коми появляются новые города, открываются предприятия, закладываются угольные шахты, возводятся нефтяные вышки, прокладываются железные дороги. И, соответственно, тема освоения Севера находит свое отражение в творчестве многих авторов. В собрании музея представлена живопись и графика 1940-1980-х годов, которая раскрывает индустриальную тему. И подавляющее большинство этих работ соответствует пейзажному жанру. Особое значение имеет произведение репрессированных художников, прошедших лагеря системы ГУЛАГ на территории Коми СССР. И акты приема НМРК дают представление о том, как происходило комплектование этой группы предметов, этой коллекции индустриального пейзажа. Многое собрано на основе материалов республиканских выставок, таких как Коми СССР годы Великой Отечественной войны, или выставки 25 лет Коми СССР, выставки, которые представляли собой, демонстрировали достижения промышленности, сельского хозяйства. Некоторые из предметов были переданы напрямую от предприятий в дар от самих художников, коллекционеров. Некоторые были закуплены в рамках, по заказу музея в рамках задание по оформлению экспозиции или через художественный фонд. Всего коллекция включает порядка 120 предметов. Художники, конечно, не могли обойти вниманием историю зарождения Воркуты, нового заполярного города, и как трудового подвига человека, советского человека,
бункер, шахта Капитальная, железная дорога в тундре, улица Шахтинская — это далеко не весь список произведений, графических листов Валентина Викторовича Полякова, которые были созданы в период его творческих командировок в Воркуту в 1943-1944 годах. Натурно-графические зарисовки Полякова, они образуют собой такой своеобразный репортаж о строительстве новых промышленных объектов на севере. И от рисунка к рисунку вот прослеживается нарратив о том, как безмолвие тундры нарушается под влиянием человека. Графический лист «Вид на Воркуту», который вы видите на экране, он как раз транслирует эти трансформационные процессы, и наряду с изображением традиционной жизни оленеводов в композицию встраиваются промышленные объекты на заднем плане, на горизонте, которые очень неожиданно вырастают в пустынной некогда тундре. И здесь вот виден эта тема, когда контраст между естественной какой-то традиционной жизнью и народными объектами, которые меняют эту среду до неузнаваемости. Данная работа представляет собой своеобразный портрет индустриального объекта. Фотографичность работы разбавляет ракурс, выбранный для изображения строения шахты. Он как бы делает ее более монументальной, а размер, формат работы, он еще усиливает этот эффект. Также одним из примеров будет работа по дороге на шахту Капитальная. Когда в композицию художник встраивает людей, то это усиливает эффект экспансии и присутствие какой-то кипящей жизни в тундре. Также непосильный труд работников, добывающей и традиционной для региона лесной отрасли в борьбе за Великую Победу, нашли свое отражение в работах Гореневского Георгия Валентиновича, Стронка Георгия Адамовича, Безносова в работе, в серии работ, которые отражают труд людей Сыктывкарского лесозавода. Индустриальный пейзаж 40-х также представлен живописью, разнообразной по содержанию и формату. Это произведение Митюшова, да, с изображением заснеженных криконов в его полотне «Воркута зимой», или холсты Николая Лукьяновича Жилина и Полякова, которые изображают индустриальное развитие Ухты. Этот же сюжет можно встретить в работах неизвестных репрессированных авторов, например, «Промышленный район Ухты» или «Вид на Ухту с горы Бетлосян». В эпическом полотне строительства большого комбинированного моста Дмитрия Николаевича Крачковского очевидно стремление к панорамности, к пафосу количества, что достигается через уплотнение изобразительной ткани. И в целом гиперболизированность такая, она очень свойственна. Это одна из характерных черт соцреализма. Также хотелось отметить, что значимую часть коллекции представляют работы Бориса Александровича Старчикова. Следующий художник, чья работа представлена в этой коллекции, Яков Яковлевич Кундер. Ландшафт заполярной Воркуты в его работе передан очень драматично, даже нежно. Композиция наполнена воздухом. На переднем плане мы видим едва различимые, едва уловимые контуры фигуры оленеводов, которые наблюдают за преображением как раз тундры, за ее преобразованием. И художник использует естественные цвета пастельных тонов, чтобы подчеркнуть невинность северной природы, да, и опять размышляя об этой противоречии, актуальной для его современников по этике технического такого прогресса на севере, ну и, собственно, певучей красоты северного края. Также
работы, которые были, важны его работы, которые были написаны в период его работы в составе Воркутинской геологической экспедиции, серия небольших картин, которые также изображают ландшафт тундры. Коллекция включает несколько картин на индустриальную тему Сергея Алексеевича Добрякова, выполненных на предприятии «Воркута-Уголь» в 1956 году. В картине «Шахта номер 1» поселка Хармель-Ю «Новостройка» сюжет основан на процессе строительства нового объекта в несколько приподнятой поэтической манере. Колорит светлый, теплый, и статичность пейзажа оживляет динамичные фигуры, которые расположены на заднем плане, также техника в работе и пыль, которая висит в воздухе. И несмотря на то, что строение шахты само оно вынесено на задний план, оно является очевидно смысловым центром композиции, потому что художник подчеркнул, выделил ее солнечным цветом, пробивающимся сквозь тучи. И здесь заметно, как художник носит определенную долю романтизма в повествовании, придает эмоциональную окраску брутальной промышленной тематике, что также характерно для идеологического искусства. В 50-х эволюция возможностей этого жанра, она происходит под влиянием новых художественных техник, появлением новых художественных техник, и так в линогравюре Тыцнаугте Рожина Виталия Александровича эмоциональность образа достигается через типичные для гравюры на линолеуме средства, ну, через типичные средства для этой техники. Например, сопоставление крупных пятен цвета в изображении фасада самой ТЭЦ и гибких линий энергичного штриха. Также особый лиризм этой композиции придает отражение теплоэлектроцентрали в городском пруду. В числе произведений профессиональных художников более молодого поколения в коллекции представлена картина Торлопова Станислава Анфимовича «Пейзаж «Гигант на вычегде». Мы видим результат долголетнего строительства крупнейшего лесоперерабатывающего предприятия Сыктывкарского УПК. И противовес всей, вроде бы документальности списанного с натуры объекта, промышленного сооружения, явно прослеживается свойственный живописцу эмоциональный подход к воплощению образов, и Торлопов использует даже декоративные, смелые мазки, очень жертвуя реальностью. Изображение почти условно, и серый цвет также передает настроение и суровую действительность производственных будней человека на севере. ЛПК встречается также в этюде живописца Романа Николаевича Ермолина и в декоративном пейзаже «Берег Вычегды» Безумова. В 70-х и 80-х годах индустриальная тема она продолжает набирать популярность, и в коллекцию также вошла акварельная серия Кудяшева, написанная по впечатлениям от поездок по республике. В нее входят такие работы под названием «Последний снег на Боровой», «Весенний вечер на Боровой» и, собственно, такого рода работы. Далее листы Евгения Петровича Борисевича рассказывают о разнообразных аспектах жизни Заполярья. И, в частности, поднимается тема индустриального развития республики и безмятежности природы севера, стихии. Среди разнообразных жанров особое место, конечно, занимает промышленный пейзаж. Основа произведения — это натурный, глубоко проработанный материал, который позволяет зрителю прочувствовать сопричастность и романтическое восприятие изображаемой автором реальности.
В его работах чувствуется стремление к живописности и гибкости в передаче эстетики промышленной темы, и также чувствуется романтика суровых условий работы, как ни странно, и для изображения процессов покорения Северной Земли в своих линогравюрах он использует принцип панорамного построения композиции, и здесь главной становится сама линия, мелкие штрихи, они динамики придают, а крупная она углубляет, получается. Да, все, я уже заканчиваю. И вот работа -40, последняя, это работа, в котором художник немножко прерывается и не ограничивается только вот экзотичностью ландшафта, он еще вводит какие-то специфические бытовые темы жителей, которые касаются жизни на севере. Вот, например, изображение вывески с надписью «Столовая» — один из примеров такого переосмысления темы. Вот, ознакомившись очень быстро с коллекцией, можно сделать вывод о том, что индустриальный пейзаж собрания НМРК — это совокупность художественных документов, которые по своим концептуальным, содержательным качествам являются ценными источниками информации об этапах развития нашего региона с 40-х по 80-е годы. Во-первых, все представленные произведения раскрывают две крупнейшие отрасли промышленности республики. Во-вторых, художники осмысляют, дают даже нам осмыслить эту тему не сколько художественно, больше как-то документально. Индустриальный пейзаж сам по себе является таким маркером времени, поскольку в буквальном смысле воспроизводит ландшафт и отражает актуальные тенденции не только в изобразительном искусстве, но и в научно-техническом прогрессе. И кроме того, сложно воспринимать его в отрыве от государственного заказа. Практически каждый художник, профессиональный путь которого связан с республикой, независимо от своих творческих интересов, подготовки, опыта, он обращался или был вынужден обращаться к этой теме для документации и для идеологической интерпретации стадии развития Севера. Таким образом, произведения изобразительного искусства, и в частности индустриальный пейзаж, как визуальный источник, являются неотъемлемыми элементами в процессе репрезентации истории в музее. Спасибо большое, уважаемые коллеги. Передаю слово заведующий музейно-исследовательским отделом Национальной галереи Республики Коми. Добрый вечер, добрый день, уважаемые коллеги. Поздравляю вас с замечательным таким детским возрастом, прекрасным. Желаю всем просто счастья. Так, тема у меня, как всегда, очень поэтическая. Пейзажная картина в творчестве художников Республики Коми. В одном из разделов экспозиции, новая экспозиция, о которой говорила Надежда Жоржевна, вот так получилось, что вот этот раздел как бы курировала я. Экспозиция, конечно, я считаю, что для нашей территории уникальная. То, что произошло, и то, что случилось, и то, что получилось. И поэтому... Ой, вот это будет... Да. Я сразу же прошу прощения за фотографии. Просто предлагаю, кто не видел, а иногородних я уже не вижу, все, наверное, растворились в других пространствах, обязательно посетить эту экспозицию, потому что вот это переживание можно только погрузившись в пространство. Эти слайды, которые я здесь, сразу вам скажу, я утром чих. Поэтому так получилось, что-то у меня с компьютером после отпуска. Первый день сегодня на работе, поэтому прошу прощения за эмоциональность, может быть, какие-то... В самом деле, вот то, что вот это пространство, в этом пространстве удалось опубликовать некое такое совершенно новое поэтическое звучание в художественном музее, а не сделать некую такую реэкспозицию. И такая вот роскошная возможность это все опубликовать. Вообще в самой экспозиции существует несколько разделов. Это Урал, Арктика, тундра, тайга, с ведущими условно экспонатами. Выявлены связи между экспонатами, о чем говорил Булгаков Тимур очень прекрасно, о том, что
У нас, конечно, такой сценографии, как в пространстве музея ГУЛАГа, у нас такого нет, но фрагменты во всех разделах, фрагменты вот этой сценографии какой-то, метафоричных каких-то точек и несколько иных не художественных, не профильных арт-объектов или просто объектов, артефактов, они присутствуют в этой экспозиции. В этой экспозиции также мы впервые включили видео, включили звуки, включили запахи, не включили как музей русского импрессионизма. Думаю, этого не нужно. Сейчас это модно и на спектаклях. Это просто ужасно, это особенно некоторые спектакли. Да. И расположение экспонатов, требующих какого-то рассмотрения, и также было также учитывалось. Но я все-таки вернусь вот больше к той теме, не буду говорить о какой-то концепции экспозиции, немножко опять, как я уже сказала, поэтический какой-то текст вам зачитаю. Еще раз прошу вас обязательно сходить на экспозицию и посмотреть, на эту постоянную экспозицию и посмотреть. Раздел, конечно, посвящен истории художественного освоения Севера. Именно так. Надежда Жоржовна говорила о том, что большая часть художников — это такая традиция из 40-х годов, делали некое такое паломничество, индустриальное ли, заказное ли, другое ли. Именно вот в 40-е и 50-е годы именно это было так, советско-заказные истории. А уже начиная где-то с конца 50-х, может быть, с конца 50-х, 60-е, 70-е годы и начало с первой половины 80-х годов, это, конечно, наверное, в чистом виде паломничество, потому что совершать такие подвиги, наверное, практически никто сейчас из художников не сможет. То есть работать, как вот озвучила Надежда, работать как рабочим, числится в штате геологических экспедиций, геологических партий. Это Вундер, Торлопов, Дмитриев, Асташев, можно дальше перечислять. И в то же время свободное от работы время в белые ночи писать. И писать не просто, а привозить огромное количество этюдов, а потом это все заканчивать в мастерской. Как это делали вот эти вот наши мэтры Торлопов, Смирнов, Асташев, Борисевич, Трофимов, Вундер. Это вот художественное познание территории с таким вот, ну, это обязательно, мне кажется, надо иметь некое такое поэтическое мышление. Опять же, возвращаясь к докладчикам первой половины дня, в некоторых из сообщений было вот услышано то, что это обязательно надо учитывать, когда мы возвращаемся к теме конференции, некое такое прочтение вот этих вот текстов, визуальных текстов, оно не должно быть лобовым, оно очень многослойно. Вот в кулуарах обсуждали с директором Воркутинского музея, да, вот очень много каких-то таких тонкостей. Надо, наверное, все-таки отходить от уровня личности. Вот хотелось бы остановиться, все вот это вот убуду я эмоционально уберу, вот на личности даже Торлопова Станислава. Да, про Смирнова все-таки скажу, раз у нас появилась вот эта вот история. Вот эти художники в этой экспозиции подобран такой зрительный ряд, что практически фигуративных каких-то историй их нет. За некоторым исключением. Вот работа Смирнова «Северяне», она очень маленького размера, к сожалению, я размеры не показала, и она показана в таком вот блоке чистого пространства с работой Вундера, Якова Вундера, и здесь некая такая существует метафора «человек как пиксель», как вот точка такая. Точно так же мы видим на всех работах, которые далее в этом зрительном ряду будут представлены. К Кристине мы вернемся. Человек появляется или в виде вертолета, присутствие, точнее, человека, или в виде вертолета, в виде палатки, в виде некого такого движения геологов,
все тут перепутала. Или какие-то вот колонии птиц, или небольшая какая-то вот вереница оленьих упряжек, или чум, ну и так далее, и так далее. То есть человек, он просто растворяется в этом пространстве. Он становится частью пространства, не нарушая его. Что мы потом уже вот наблюдаем дальше, уже когда если художники обращаются к некой такой индустриальности, заказанности, за индустриальным пейзажем или каким-то заказом освоения севера, как вот опять у предыдущего докладчика было, Надежды Жоржевны, там, конечно, все это монументализировано, героизировано, звучно, брутально и так далее, и так далее. А здесь некая такая нетронутость, поэтичность. Как говорил Торлопов, север дал моим товарищам и мне прежде всего нравственный стержень, утвердил нас, художников. И, наверное, вот почему вот уникальность этих художников и Якова Вундера. Он же был в экспедициях, он мог также эксплуатировать вот эту вот тему. Она, конечно, у него так проскальзывала, но все-таки вот это любование и проникновение и понимание природы. Посмотрите, вот какая идет даже перекличка и с Торлоповым, с пейзажами Торлопова у Вундера. Это очень маленькая работа, потому что он не мог писать, он привозил эти картоны, причем писал маслом, правда, не зимой, как Борисов. Но, тем не менее, такая вот история интересная. Вот это воплощение у этих художников некой такой тишины, молчания. Кто бывал вот на этих территориях, на Полярном Урале, на Приполярном Урале, вот эта эпичность, тишина, ее передать и легко, и трудно, и очень сложно. Еще раз повторю, что вот такие пейзажные картины, они требуют некого такого интеллектуального погружения. И прочитывать эти тексты, художественные тексты, фотографически невозможно. Это уже как-то немножко, не то что не камильфо, это очень пошловато. Это несколько, и документально их нельзя читать. Это совершенно другие тексты, другая такая вот история. Они не могут иллюстрировать время, не могут иллюстрировать, они могут иллюстрировать территорию, вот именно территорию, если высоко говорить об этом. Именно художественное пространство территории. Конечно, вообще не это хотела все сказать, но что-то такое вот понеслась, называется. Пропустила я работу из всех наших метров. Здесь единственная работа в экспозиции представлена Кристиной Овсянкиной, которая не понаслышке знает север. Она часто принимает участие в нашем знаменитом знаковом проекте «Территория Клюква». И она родилась в Нарьян-Маре, она живет на севере, она понимает это. Вот ее язык, скажу, наверное, очень даже непопулярным, ее язык вот как раз вот созвучен вот такому восприятию, как вот внутри у Торлопова было, у других вот художников, особенно акварелистов наших. Вот работал у нее «Северный кот», «Мартовский лед», или как она вот так вот всяко разно может назвать, она, конечно, тонко живописна, одухотворенна, именно живописна. Вот эта вот колористика речного льда, неба, пространства, настолько столько лирики в очень таком простом. Хотя есть, я слышала, очень неоднозначное отношение к ее творчеству, именно к этой работе. Вот, и Почему очень важны даже вот эти художники, которые, может быть, продолжают вот эту вот линию, вот такая вот индивидуальная особенность видеть, заставляет искать некие такие образы другие. Опять скажу, что не фигуративные, непонятные, не фотографичные какие-то, очень далекие от стереотипов. Я считаю, что вот это современное искусство. Это современное искусство, потому что искусство — это только чувство. Это никак по-другому быть не может. Это чувствование, это такое вот переживание, внутренняя растрата себя и никак не некий такой другой текст.
не информация. И вот звучно-гармоничное такое вот восприятие. Вернусь я вот все-таки еще к одной работе. Так. Это вот так вот я сделала. Вот «Красная палатка» Торлопова, наверное, тоже она такая удивительная, образом объединяет пейзаж и настоящий человек, и его деятельности. Ну, посмотрите, это все настолько так вот деликатно в одном контрапункте времени и пространства. И дальше я вот тоже все это полистаю, и можно все это будет посмотреть и вот увидеть. Конечно, можно и опять вот раскрывать. Вот опять вы видели, наверное, вот эти палатки. Прекрасные работы Борисевича, у Трофимова, господи, не могу вспомнить кого. Вот это «Отпуск» называется. Было куда? У Бухарова, конечно же. Надо всем посетить. Да, конечно, конечно. Постоянную экспозицию, да, постоянную экспозицию нашей. Кроме этих разделов, которые здесь мы озвучиваем, у нас еще есть прекрасные разделы «Миф и традиция». Ну, чтобы вот понять территорию, особенно приезжим, обязательно надо сходить. Да. Завтра. Вы что, хотите сказать, что все? Время истекло? Да. Безобразие просто. Хочу передать слово. Да. Хорошо. Ладно. Посетите обязательно, и вы там все найдете. Вот эти тексты, эти смыслы совершенно другого порядка, именно такого некого такого высокого порядка. Да, не только поэтического, а именно высокого порядка взлета. Ну, ладно, спасибо. Я снова предоставляю деятельность Национального музея Республики Коми. Дальше мы обратимся к современному искусству. Добрый день, уважаемые коллеги. Интерес к этническим традициям и этническим пластам народной культуры, дореволюционному художественному наследию и этнокультурным исследованиям ученых разных поколений стал характерен для ряда молодых художников уже в конце 80-х годов 20-го столетия. Именно атмосфера перестройки, структурированная снятием идеологических запретов и осознанием социокультурного тупика, побудила молодых и активных искать собственный творческий путь. И сегодня мы поговорим об одном из таких вариантов сохранения и развития национальной традиции, многоплановом и сложном явлении этнофутуризм как феномена современного искусства. Художественная традиция этого направления соединяет заимствование из творчества старых мастеров, достижения русского авангарда, новые идеи и формы постмодернизма. Его последователи заявили о себе как об отдельной творческой силе. Искусство этнофутуризма можно рассматривать как перспективное направление движения духовной и художественной мысли финно-угорских народов, которое в настоящее время достаточно активно восстанавливается в своем развитии, обращаясь к финно-угорской мифологии и архаическим пластам. Такой путь по незримому следу предков в своем творческом пути продолжает ряд ведущих художников-этнофутуристов, имена которых известны не только в России, но и за ее пределами. Среди них в нашем регионе можно выделить Юрия Лисовского и Павла Микушева. В своих работах художники не стремятся противопоставить прошлое и будущее, а наоборот, соединяют традиции и новаторство, используя знаковость и символичность финно-угорской культуры. Их творческий путь всецело отражает культурные традиции региона. Юрий Николаевич Лисовский – один из самых ярких представителей этого направления в финно-угорском современном искусстве. Художник работает в жанре графики, выстраивая долгие годы образно-символический язык своих произведений. Направление этнофутуризм является для Юрия Лисовского не столько желанием осязать забытые тени предков, сколько личностным самоутверждением, поле для которого было выбрано не случайно.
Загадочная и малоизвестная мифология Северного края заворожила художника, стремившегося к поиску собственного стиля, и стала основой для его работ. Постоянное движение смысла между разными системами визуальных стереотипов порождает внутренний динамизм произведения Юрия Лисовского. Многочисленная графическая серия художника «Кат Иски» или «Жернова времени» представляет концентрические схемы мироздания. В древности круг воспринимался как динамичная форма, главная модель движения, и Лисовский создает ряд очень энергичных концептов, представляющих развитие мира то центробежно, то центростремительно, то как результат столкновения разных его частей. Конкретным артефактом, повлиявших на этот цикл работ Лисовского, является древний коми-промысловый календарь в виде круга с изображением различных животных, символизирующих времена года и периоды охоты. В жерновах образы животных и людей выстраиваются в некие символические хороводы, демонстрируя дискретность целого и многообразие его феноменов. Художник использует свои работы во многих социокультурных проектах. В 2018 году в рамках Международного этнофутуристического фестиваля «Канва» город Пермь Юрий Лисовский создает принт для футбола, который впоследствии выпустили организаторы фестиваля. Также произведения художника используются для печати северного бренда одежды и аксессуаров «Город на Сысоле». Важным направлением деятельности Юрия Николаевича стала работа главным художником журнала «Арт», который выходит в Республике Коми с 1997 года и выгодно выделяется среди подобных изданий России оригинальным оформлением. В зависимости от содержания номера Лисовский каждый раз создает новую композицию журнала, оформляя его графическими заставками. Кроме того, художник оформил немало книг, энциклопедию уральской мифологии, пословицы и поговорки коми народа, сказки народа коми, Зыряне и Зырянский край, что также говорит о глубоком погружении художника в материал. В январе 2020 года Национальный музей реализовал интерактивный выставочный проект «Мифы на кончиках пальцев», в основу которого легли работы Юрия Лисовского. Специально для выставки художникам были изготовлены сенсорные объекты, рассчитанные на тактильное восприятие и выполненные в технике лазерной резки по дереву, изображающие рыбу, медведя, лося, птицу, образу, которые очень часто встречаются в мифологических сюжетах, легендах и преданиях. Посетителям предлагался необычный способ взаимодействия с этими объектами. Резные доски можно было исследовать руками, делать из них оттиски и многое другое. Целью проекта явилось знакомство разновозрастной аудитории, в том числе посетителей с нарушениями зрения, с мифологическими сюжетами и культурой коми-народа. Также в 2020 году в городе Ухта прошел второй скульптурный симпозиум «Север в трех измерениях». И скульптурный проект предполагал создание парковых скульптур для городской среды. По его итогам на набережной Газовиков появились 6 новых арт-объектов. Среди них 3 птицы Юрия Лисовского. Работа выполнена художником методом плазменной резки по металлу. Юрий Лисовский уверенно перешагнул рубеж тысячелетий, обретя и свое художественное движение, и свой индивидуальный стиль. Этнофутуристическое видение современности позволило ему не только ощутить северную культуру, но и предложить ее носителям новый актуальный образ традиции, созвучный сегодняшним метаморфозам культур. Следующий художник Павел Георгиевич Микушев. Самобытный художник-этнофутурист, известный не только в нашей республике, но и за ее пределами. Образно-сюжетный строй его произведений сформировался на основе нескольких составляющих, важнейшими из которых являются финно-угорский миф и фольклор, ритуальное изображение пермского звериного стиля, декоративно-прикладного искусства коми. В его работах всегда есть идея главного персонажа, образа в центре, вокруг которого все происходит. А цветовая гамма, наполнение, фон, орнаментика сочиняются на ходу и приходят в процессе работы. Если говорить в общем, то на этот главный образ наслаиваются традиции, культура, фольклор, этнос, который наработал народ веками. То есть все взаимосвязано.
Еще одна особенность работ Микушева – симметричность образов. Эта симметричность удается ему очень искусно. Он выстраивает все в неком геометрическом ракурсе. Его живопись напоминает чертежи, которые перенесены в художественный образ. В свою очередь, точечная графика характеризует его отношение к геометрии, то есть это четко выверенная линия. И с недавнего времени Павел Микушев отражает в своих полотнах прямую связь с декоративно-прикладным искусством коми, которая раньше не была им так активно прорисована. Рассмотрим также некоторые творческие проекты и находки художников. Так называемый пермский стиль, представленный сегодня археологическими находками бронзовых изделий, очень привлекает Микушева. Существование этого стиля по времени совпало с расцветом цивилизации майя, и они на самом деле очень схожи по своей стилистике. Микушев предлагает свою интерпретацию этих древних образов. Причем важным аспектом необходимо назвать использование художником в своих работах петроглифов. Отсылка к древнему петроглифическому искусству показывает отношение художника ко всему, и к космосу, и к жизни, и к философским рассуждениям. И Микушев это настолько перерабатывает, что все это смотрится очень презентабельно, красиво и эстетично. Важной вехой творчества Микушева является иллюстрирование поэмы Каллистрата Жакова «Биармия». Цикл «Моя биармия» состоит из 14 работ, каждая из которых создана художником на основе определенных строк из поэмы «Севера». Легендарная биармия, волновавшая всех исследователей культуры региона, на протяжении столетий предстает перед зрителями на полотнах художника в новом современном осмыслении и прочувствовании. В 2016 году в Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге на выставке «Зырянский Фауст», посвященной 150-летию Каллистрата Жакова, работы Микушева стали ее безусловным украшением. Павел Микушев выступил также куратором международного проекта симпозиума этнофутуристов «Архаика и современность», который прошел в августе 2018 года в финно-угорском этнопарке в селе Иб. В поисках новых образов, техник и материалов художники из Башкирии, Мариэл, Удмуртии, Татарстана и Пензы знакомились с финно-угорской культурой и погружались в ее исторический и природный ландшафт. По итогам работы симпозиума часть произведений участников пополнила коллекцию живописи Национального музея Республики Коми. И летом этого года Павел Микушев принял участие в первом международном фестивале мануфактур, который проходил в Финляндии, город Хельсинки, в рамках которого были созданы масштабные настенные фрески внушительных размеров. Это не первый зарубежный опыт художника по созданию подобных арт-объектов. Для людей, наблюдавших за творчеством Павла Микушева на протяжении ряда лет, несомненным фактом является органический рост художника, его постоянное развитие как мастера визуальной формы. Стоит также заметить, что сегодня этнофутуризм, в жанре которого работают сыктывкарские мастера, во всем мире переживает подъем и расцвет. В свою очередь, художественное собрание Национального музея Республики Коми продолжает линию формирования коллекции живописи, воплощающей осмысление мотивов древнего искусства и традиций народной культуры современными художниками. Среди них и работы Юрия Лисовского, Павла Микушева и художников из Башкирии, Мариэл, Удмуртии, Татарстана и Пензы. Их произведения во многом являются визуальным доказательством сохранения и развития национальной традиции, символом культуры регионов и важной частью современного взаимодействия финно-угорских и северных этносов и самобытным представлением целого ряда общечеловеческих смыслов. Спасибо за внимание. Татьяне Александровне, художнику, реставратору Национального музея Республики Коми и участник нескольких пленеров визуального искусства, в частности, участник пленера этого года Люба Микс. Может быть, пока вы решаете Наталья Алексеевна слово предоставить?
Я страшно волнуюсь. Здравствуйте. Меня зовут Татьяна Земцова, я реставратор, художественный реставратор Национального музея, но в свободное время художник. Сегодня я расскажу о таком понятии, как образ места через выставку «Клюква», последнюю юбилейную, 10-ю прекрасную. Пленэр «Клюква» — это проект, который вырос из студенческой среды, так как сначала основными участниками были преподаватели, выпускники и студенты тогда еще факультета искусств Сыктывкарского государственного университета. Сейчас «Клюква» — это один из неофициальных брендов Республики Коми и событие, которое многие люди ждут как следующую серию любимого захватывающего сериала. Пленэр «Клюква» отличается от остальных похожих тем, то есть подобных тем, что участники предоставляют итогам не только живопись, графику и фотографии, но и такие техники, не популярные на пленэре, как граффити, видеоинсталляция, видеоарт и керамика и проект одежды. То есть все уже было по чуть-чуть. Основная цель проекта – это художественное исследование русского севера. И оно давно перестало быть просто съездить, порисовать и пообщаться, оно стало, не побоюсь этого слова, экспедицией. Так. Что нажимать? 10-й юбилейный пленэр «Клюква» проходил на Полярном Урале, и по ходу презентации я буду зачитывать дневниковые записи, потому что лучше, чем там, мы уже не скажем. Потеряла. Ладно. Здесь я привела карту с Google Maps, потому что вы должны понимать, что это абсолютно безлюдное место. Вот эти две малюсенькие точечки – это наши домики. Вот этот огромный по площади пляж, тот, на котором происходили основные действия и собирали вдохновение. Это идолы, огромный горный массив Рай-Из, Красный камень. Я вас не слышно будет, потому что у нас... Последний раз пальчиком ткну. Попрошу обратить внимание вот на эту белую полоску, о ней дальше будет сказано, чтобы я не возвращалась к карте. Так. В общем, у пленэра «Клюква» есть формула, которая состоит из места, команда, идея. В этом году про место мы не знали ничего, кроме того, что сказали, едем куда-то под Воркуту, будем жить в 200 метрах от железной дороги, то есть что мы себе представили? Тундру, железную дорогу, больше ничего. Что мы будем рисовать? Мхи, лишайники, морожку кушать. В итоге по приезду обнаружились два домика, которые бывшее административное здание одного из гулаговских лагерей. В одном жили мы, в другом хозяева. Про быт зачитаю дневниковую запись о быте. Все стерлось. 13 искусственных потных йети так и появляются, потом статьи о том, что видели мохнатое существо, которое чесало себе березу. Островок цивилизации без цивилизации. Баня лишь намек на баню. Невысокая кухня, достойная всех звезд Мишлен. Гороховый суп, который в мирской жизни меня не засунуть, а там можно ли добавки? Да побольше. Слава богам, никто не взял кабачки. Одежда уральский ВОК, коллекция лето-осень 2021. Вязаные свитера, тельняшки, робы. Смешные, красивые, лишь бы кое-кто до нежных мест не добрался. Потом рассказывали по приезду про количество гнуса, а у нас не было, говорят. Правильно, весь гнус там. Станция Сейда, филиал Ада на земле, где в каждое неудобное место, как дротики, вонзаются 105 и один мерзкий клюв. Посередине фотографии это стиральная машинка первобытная. Что-нибудь забуду все равно сказать. Общей темой пленэра сначала планировалась железная дорога, потому что мы думали, что вообще ничего не будет. Тема, слава богу, всегда трансформируется во время пленэра. И по приезду, ища вдохновение, я, допустим, для себя определила, это сейчас попытаюсь в презентации показать, что тем было 5 примерно. Это горы, первозданная природа, первобытное искусство, немцы и ГУЛАГ.
про быт истории Филиппыча – это еще одна из тем, которая тоже там где-то проследуется. Железную дорогу мы все равно немножко зацепили, потому что невозможно было без этого. Драницын Максим, огражденная тундра – это заборы, которые вдоль дороги нас преследовали, это от заносов. Декоративно-прикладное искусство Сережи Разманова. Я называю артефакты – это то, что мы привозим, человеком делано оттуда. Допустим, кусочки ткани, детали автомобилей. Вот эта вот колючая проволока реально гулаговская, старинная. И спасибо Юрию Лисовскому, он который год берет с собой дрон, который нам позволяет либо увидеть место с необычного ракурса, либо побывать там, где мы физически не смогли, допустим, попасть. Про место полустанок Красный Камень, 141 километр от станции Чум, которая находится на границе Республики Коми. Исторически там находился один из лагерей, из которого, по-моему, в 1947 году был совершен побег, попытка побега, и потом его переделали в родильный дом, тоже гулаговский. Про природу, не знаю, природа первозданная. Когда ты выходишь на пляж и, посмотрев в любую из сторон, ты не видишь ни одного человеческого вмешательства. Первобытное искусство. Там себе легко представить какой-то столб индейский тотемный, либо кажется, что между камней можно найти новую неолитическую Венеру. Рисовать хочется, как неандерталец. Черточки, палочки. Сложно себе там представить какой-то ракайль или сложный орнамент. А вдохновение камнями – это про нас всех, у нас оно там всех случилось. Мы сначала начали собирать, потому что привезем сюда, но так как поезд там стоит 4 минуты, а у нас и так барахла полно, подумали, что ладно, сфоткаем или используем как-то потом в экспозиции, но не повезем. Вот там буковка «Н» у Сергея Разманова, на которой отливка. Мы умудрились на огромном пляже, с огромной площади бродить теми же тропами. Это первая буква, которую я сфоткала и потом использовала в своем проекте. Так, тема немцев мы смогли лишь слегка коснуться. Кто-то вот ходили, прогуливались до зимнего стойбища, нам показывали настоящую малицу, и, вдохновляясь этим, анджеложскую графику сделала. Пока я читала «Малица» — это и лесовик, я до сих пор не могу перестать читать про немцев, это очень интересно. Картина моя, собирательный образ такой, ну не немца, а жителя той местности, где череп – это моя мечта, чтобы он у меня в мастерской был, а Хариус – это травма наших рыбаков, которые с нами были, потому что они ни одного не поймали. Хохот местного Хариуса мы здесь до сих пор слышим. Эта картина о том, что все помнят про полярный день и про полярную ночь, но никто никогда не помнит про полярные сумерки. И то есть полярный вечер – это когда все начинают хотеть спать, смотрят время, чистят зубки, слушают сказки месяц. Это часть серии работ Анны Сажиной «Биполярный Урал». Что-то то есть продублировано. Вот там на верхнем правом углу небо сделано с египетским глазиком, потому что меня лично терзает смутное сомнение, что египтяне уже были. Там еще ничего не было, а египтяне уже были. Но это мы все шутим, конечно же. Так, это про вдохновление камнями. Юра Лисовский, верхняя работа и верхний камень, нашел вдохновление на рисунке на камне. Ему показалось, что там медведь борется с птицей, и это он изобразил в свойственной ему манере. По-моему, первый раз в этом пленэре были стихи. То есть настолько прорвало стихи про чайку. В общем-то, чайка – это первое живое существо и первое приключение, которое мы там встретили на пляже, потому что она на нас накричала. Ее можно понять. Мы, как микробы-интервенты в кислотных куртках, туда прорвались к ним на их территорию. Очень большой и красивый проект Анны Владимировны Сажиной, которая, приехав туда, видимо, ощутив эту мощь, захотелось как-то защититься и старательно всю неделю плела гнездо. Большое она сплела, мы в нем все фотографировались. И, как бы сказать,
Мы не знали, как мы его повезем, и мы решили в последний вечер его сжечь. Тоже не без приключений. Аня показалась этого мало, она спела еще маленькая, чтобы сюда привезти. Вот там скриншот видео, его лучше посмотреть на выставке. Так, это сначала про артефакты скажу, что вот та веточка у Кристины не просто так прицеплена под картиной, она участвовала в украшении для фотосессии, нужной им для проекта. Так, вот там у Сергея на камне Хариус, это, опять же, не словили. Я ему не говорила, но следующая группа художников поехали, у них даже чуть ли не через день уже фотография с Хариусом пойманным. Так, ниже проект Алекса Антипина, это видеоарт, в котором, вот, казалось бы, мы были на Урале, а у него там индастриал Череповец, по-моему. То есть у него такой проект, видео «Железная дорога» сначала, он едет, и все это скалы, горы проезжает, вначале индастриал, какой-то истопник кидает уголь в топку, а под конец дикая вот эта вот природа с какими-то 25-ми кадрами, как сказать, современными, и оно называется «Последний камень». Вот там вот фотосерия, это, как сказать, к этому видео. Это такое, как сказать, я главой называю всегда мифотворчество, потому что есть какие-то реальные вещи, немцы, ГУЛАГ, что там было, а есть то, что мы можем себе позволить придумать. Вот, допустим, не сговариваясь, так получилось уже на открытии выставки, что я сделала хозяина из деревяшки, а Кристина сделала хозяйку. Посередине прекрасная коллекция, эти допотопные купидоны. Первый нашелся случайно, остальные уже потом кто-то находил и попадались на глаза сами. А? Детский сад купидонов. Ну, он совсем не детский. У каждого еще имя есть. Это мой проект, потому что непонятно, как собрать эти камни, с собой привезти все, они все красивые, каждый, мы на карачках все ползали, все фотографировали, все вдохновлялись. И об каменном алфавите у меня уже давно когда-то мысли были, но там его не собрать уже было просто грешно, потому что все буквы, они четкие, и мы иногда выходили на пляж и говорили, Саша, сегодня мы ищем М, Ф и там еще что-нибудь. Попадалось много Х, много О, поэтому оно могло называться алфавит или олфавит. Ну вот, слава богу, я собрала весь алфавит, цифры, и второй частью этого проекта было несуществующий язык. То есть я сделала не ненецкий каменный алфавит. Аналог, ну не аналог, а в общем существует реальный ненецкий лесной язык, а у меня не ненецкий каменный. Там к каждой несуществующей букве описание есть. Тема ГУЛАГа, как мы понимаем, тяжелая, то есть живя рядом с железной дорогой там, нельзя было ее обойти, но нужно это сделать было очень аккуратно и нежно, потому что тема страшная, где железная дорога как памятник сталинскому режиму. Первая работа Павла Зарослова, нам нужно помнить об этом, там, где нас нет, называется, потому что... Ладно, сейчас позже. Вот там... Да тут тяжко, я вообще по Уралу скучаю до сих пор. Камни, которые я находила, похожи на человеческие хребты. Два хребта и одна как будто какая-то роба зашитая. Это история о том, что вот я показала на карте такую белую маленькую полосочку. Наш вот этот Александр Филиппович рассказал, что вы видите насыпь железной дороги из камней. Как вы думаете, откуда камни? Не знаем. И он показывает далеко-далеко, высоко-высоко вот эта белая полосочка. И вот эти вот бедные заключенные наверху огромным долотом долбили эту скальную породу и на тележках спускали вниз. То есть насколько толкать тележку вверх тяжело, а насколько ее вниз спускать. Еще нужно было, если она вырвалась из ослабевших рук, успеть крикнуть вниз. В общем, гибли под этими тележками. И едя по этой железной дороге в поезде с душем и с едой, мы еще смели ворчать. Любопытный проект московских ребят, учащихся в школе Родченко. И участники с школы Родченко привнесли многое в проект «Клюква». Такие штуки, как современное приложение, современные технологии и всяческие там 3D-штуки. У них было приложение 3D-визуализации, то есть снимая какой-то объект вокруг, они взяли тему ГУЛАГа и бродили, снимали, и потом сделали вот там на белом фоне, это скриншот видео,
вот эти вот штуки вращаются и ездят, но называются они как-нибудь или держатель стекол, или там связка жил. Тема в том, что сейчас уже это все почти ничего не существует, и оно стирается из памяти. Начало текста к этому видео «Время лечит» первое предложение. И нам сейчас, современным, сложно иногда понять, что это могло быть, то есть что это за объект. Вот там, допустим, ну, понятно, тут столб с колючей проволокой, но их там было много. Странных и страшных. Спасибо за внимание. Территории как-то зовут обратно. Подождите, про образ места в итоге. Образ места, завершение. Да. Образ места – это не тупая констатация факта, не изображение прямой пейзажа или архитектуры. Это, во-первых, местные истории, люди, с которыми мы там встречаемся, быт, о котором я, к сожалению, мало сказала, и вот это все. Это образ места рисующий. И два Константина, допустим, снято с интересом. Везде, то есть это получится совместно, все они пережили, что очень много этого часа, она является образом места. Для нашей беседы белорусской перед состоит группа и организатор много чего на самом деле и участники кураторы на свете просто здесь все стоим, это все знать. А у нас еще в интернете да. Наталья Алексеевна, хозяин глазах отдела культурно-образовательной программы Национального музея Республики Коми. Продолжаем, да? Да. Да, я хочу привести свой доклад и привести один пример, чтобы не задерживать и прийти красивыми. Ну и вообще, в общем. Никита, попрошу вас просто полистать фотографии и включить один трек, который там есть. У нас возможно, да, музыкальное включение? Да, позволю себе полистать фотографии и привести один пример некой такой музейной коммуникации на выставке «Войдер» когда-то. С этой выставкой можно познакомиться сегодня, не сейчас, завтра, да, до конца года. И один из видов этой, такой, скажем, эксперимента музейной коммуникации является работа нашего сыктывкарского музыканта, композитора, саунд-дизайнера Ивана Нестерца. Такая эксклюзивная аудиоинсталляция. И в основе проекта лежит идея восприятия прошлого через чувства современного человека. Вот как мы не можем взаимодействовать с предметами культуры и фольклором в их в изначальном виде. Поэтому все наши попытки соприкоснуться с историей – это всего лишь отзвуки или эхо, отражение звуковых волн, как свет звезд, который мы наблюдаем с большой задержкой. И вот здесь, в этой аудиоинсталляции, используются звуки, которые были записаны Иваном, тех самых предметов, которые представлены, начиная от бочки, заканчивая острогой, боталом, деревянной ложкой, ну и самые разные шумы, скрежет сундука открывающего и всякого такого. И также вы, наверное, слышите записи песен, которые были собраны в ходе экспедиций в Усть-Куломском, Вижемском районах в 70-е, 2000-е годы. Эти записи хранятся в музейных фондах.
И получается, что это эксперимент такой, когда экспонаты музея оживают, звучат в определенном ритме, аккомпанируя архивным песням, которые, в свою очередь, были обработаны от искаженной пленки. Эти все записи пленочные. И наполнены различными эффектами, одним из которых является реверберация, процесс постепенного уменьшения интенсивности звука при его многократных отражениях, что в свою очередь подчеркивает идею отражения историй и его восприятия. Спасибо. Да, приходите на выставку. Эта выставка работает до конца года, и я думаю, и коллеги, кто еще не посетил, могут еще посетить эту выставку, и наши гости конференции тоже обязательно мы завтра посетим, потому что там и звук, и видеоряд, и работы современных художников, студентов, да, еще ищут, и вот такое соединение древности и современности. И запах есть, запах сена. Замечательный. Спасибо. Спасибо. Остался мой завершающий доклад. Я не знаю, еще есть ли силы что-то услышать, но я, наверное, тоже просто перелистну. Потому что этот проект тоже действующий, выставка находится по соседству с выставкой «Бойда когда-то». Выставка «Пишите письма», созданная на основе подлинных солдатских писем Сергея Довлатова. И собственно говоря, историю не буду пересказывать, но с мая 62-го, вернее, с июля 62-го года по май 63-го Сергей Донатович Довлатов находился здесь, служил в охране ГОКа, проходя службу в советской армии. И вот эта трепетная история, которая возникла в его армейские годы, когда он стал писать письма сыктывкарской студентке Светлане Меньшиковой, она, в общем-то, и стала поводом для того, чтобы поговорить о человеческих отношениях, о важности поддержки в каких-то определенных критических состояниях. Дело в том, что Довлатов, случилось, как он здесь пишет, несчастная любовь, долгие женитьбы, и разрешение всего этого лагерная охрана. Любовная история не только оканчивается тюрьмой, просто я ошибся дверью, попал не в барак, а в казарму. Это из его повести «Зона». Ну и вот, собственно говоря, публикация в газете 62-го года Светлана Дмитриевна Меньшикова, красавица-спортсменка, комсомолка. Сергей увидел ее в этой газете и нашел адрес и стал писать. Ну и здесь уже это его рисунок из одного из писем. На обороте этого рисунка он пишет, что вот я вчера тебе звонил, мы с тобой поговорили, и больше ничего интересного в моей жизни пока не происходит. Ну, понятно, что он служит охранником, он охраняет уголовников. Что, казалось бы, могло происходить интересного. Но параллельно он пишет записки надзирателя, да, и знает, что в этот период именно рождается его повесть «Зона», которая фактически сделала известным на весь мир, и где на многие языки мира переведены те названия, те топонимы: Вашагёв, Озер, Робча и так далее. Это населенные пункты где-то Нижегородского района нашей республики.
Ну, и, собственно, вот эти письма, это рассуждение человека, которому 21 год. И понятно, что это человек с очень широким кругозором, он рассуждает о жизни, о том, что он приемлет в жизни, чего нет. Он рассуждает о любимых писателях, пишет на 10 страницах о Хемингуэе, своем любимом писателе, и рассуждает о том, чем отличается американская литература того времени от советской. И, конечно, как многие исследователи отмечают, вот эта индивидуальность, которую он в себе всегда подчеркивал в своем творчестве, наверное, она потом и стала той причиной, когда он вынужден был уехать в 1978 году из любимого города Ленинграда и 12 лет провести в Америке, став, в общем-то, достаточно успешным и известным. Но надо сказать, что, наверное, поскольку он еще с юности, даже в школьные годы писал стихи, и вообще ему писать было необходимо. И, возможно, даже если бы он не увидел Светлану Меньшикову в этой газете, возможно, он писал бы кому-нибудь другому, потому что он писал на протяжении всей своей жизни. Очень много осталось его переписки, и тем самым он взращивал в себе писателя. И, наверное, тем и ценны вот эти письма с точки зрения даже литературной. Мы видим, как он рос во время, когда он находился в состоянии несвободы. Мало того, что он охранник, то есть он в этой системе, он еще и охраняет. И, в общем-то, главным образом его повести «Зона» как раз и является свобода как таковая. Кто свободнее, те люди, которых он охраняет, или он. Ну и какие-то солдатские будни также он описывает. Вот, в частности, песенка про зеленого солдатика. На свете жил солдатик зеленый, как салатик в огромных сапогах, на тоненьких ногах. И этот проект у нас не только и не столько даже выставка, где мы показываем подлинные письма, но и еще вот говорить о том, насколько человеку необходима поддержка в то время, когда он находится в каких-то стесненных жизненных условиях. Мы работаем с ребятами с воинской части. Мы рады, что нам навстречу пошло руководство воинской части Кавской. И это вот мы пригласили на такое чаепитие, чтобы рассказать о том, кто такой Сергей Довлатов. Конечно, кто-то из молодежи зачитывается, а кто-то совсем не слышал этого имени. И очень трогает вот эта история, и в частности, это стихотворение 21-летнего солдата-срочника Довлатова, потому что ребята читают и говорят: ой, это же про нас. Ну, вот эта параллель спустя 60 лет, понимаешь, что люди, в общем-то, не меняются, человеческие чувства, человеческие качества, они всегда есть. Ну и еще одной составляющей этого проекта, собственно, это та услуга, которую мы сейчас предлагаем, это арт-терапия. Приходят ребята, слушают получасовую экскурсию на выставке «Пишите письма», и потом переходят в соседний зал, и там психолог Надежда Ясинская, достаточно известный психолог в нашем городе, имеющий, так сложилось, чисто случайно, ничего случайного не бывает. Она 15 лет работала психологом в системе УФСИН, и поэтому, ну вот, кому как не ей, понять, наверное, какие-то эмоции, что чувствовал Довлатов, находясь на вышке, и как выводить из вот этих состояний, когда
ну, тебе просто тяжело. Ну, тебе 20 лет, и, наверное, тебе тяжело. И ребятам в армии, наверное, тоже тяжело. И посмотрите, какие у них радостные лица. Вот на первой фотографии, которую я показывала, да, они такие серьезные сидят, вот они воспринимают информацию. А здесь они, вот это метод правополушарного рисования, который Надежда практикует на своих сеансах, и к ней приходят и семьями, и молодые люди. И, в общем, для солдат это выходной день, у них единственный выходной, может быть, и они приходят, и сначала они очень закрепощенные, а потом раскрываются такие замечательные ребята, мы видим светлые лица, потом они уходят, каждый сделал себе такую открыточку, у них есть в армии час письма, они пишут письма и, наверное, могут кому-то отправить вот эту работу, которую они сделали. Ну, это, собственно говоря, сама выставка, она такая упакованная в эти мысли Довлатова, такой коридор из его писем. И также у нас есть видео инсталляция, которая венчает эту выставку. Это современный взгляд на территорию. Опять же, спасибо Юрию Лисовскому, который работает с дроном в разных проектах. И, собственно, вот в июне, когда мы выезжали в Нижегородский район, мы проехали по литературным местам, которые упоминаются в зоне у Довлатова, одновременно отсняли и какое-то количество видео и фотографий. Но надо сказать, что, конечно, память о Довлатове там уже сложно найти, но мы даже ехали в экспедицию и не собрать какие-то воспоминания, да, и там, найти сослуживцев или еще чем-то, а прочувствовать на себе вот этот ландшафт зоны. И все участники экспедиции, кто читал, кто не читал Довлатова, кто любит или как-то равнодушно относится к его произведениям, все увидели, что современный ландшафт, природный ландшафт, он как будто бы съедает вот то, что было сделано когда-то человеком. Мы знаем, что Шпаготский район, он фактически второй по численности лагерей после Воркуты. И это, во-первых, район с очень интересная древняя история туда происходит, и археологические памятники. И в 30-е годы, ну, фактически Божаёв, это был центром Усть-Мулага, и фраза Довлатова, которая тоже у нас есть на выставке, «Привези мне из Божаёва яблоки», ну, это особое понимание, мы когда встречаемся там с местными жителями Божаёва, да, вот сидит это сознание, что они были особой территорией с особым снабжением, но сейчас нет лагерей, нет колоний, и люди там просто доживают, а ландшафт съедает, в общем, вот эти строения, которые были когда-то. И что еще эмоционально тоже очень поразило, не первый раз уже с этим сталкиваюсь в экспедициях, когда мы слышим, раньше была колония, или там раньше была зона, было хорошо, а теперь люди чувствуют себя заброшенными. И это на самом деле страшно, такое констатация факта. Это было последнее письмо Довлатова Светлане, где он пишет, что имя Меньшикова спасла жизнь, и это не громкие слова, а самая простая правда. То есть вот этой перепиской она фактически поддержала его, хотя, конечно, он писал гораздо больше, чем она ему отвечала, но даже это фактически спасло его. Ну, собственно говоря, мы говорили сегодня о теме репрессий, и решетка из Божаёва, она также пополнила фонды Национального музея Республики Коми. Это решетка со следственного изолятора, который еще с 30-х годов. И местные жители с радостью нам отдали, потому что сказали, что где-то это сохранится. Ну, собственно, на выставке
есть цитаты, которые связаны с названиями населенных пунктов, и больше всех в зоне встречается именно Иосиф, тоже такой очень интересный очень поселок со своеобразной архитектурой, отличающийся от Жильёля. Это тоже отдельная тема еще для исследований. Вот, собственно говоря, это съемка сверху. Вот это тоже съемка на двух языках, на русском и на коме, заброшенная зона. Состав нашего выезда экспедиционного. И из телеканала «Юга» также присоединились наш проводник. Ну и вроде бы Сыктывкар мало встречается где-то у Довлатова. Вот эта вот чудесная светлая работа Василия Полякова, это Сыктывкар, скажем, второй половины 50-х годов, да, когда он был в республике. Все-таки писал он письма в Сыктывкар, и Светлана Меньшикова жила в центральной части нашего города, продолжает жить в центральной части нашего города. И еще одним поводом, в общем-то, для вот этого сюжета, для работы с наследием Довлатова послужил документальный детектив, который мало известен, называется он «После должен быть худым». И главный герой, шпион Джон Смит, которого спросили, есть два пункта, куда хотим тебя направить, Нью-Йорк и Сыктывкар, на выбор, что тебе больше по вкусу. Сыктывкар, ответил Джон Смит, не задумываясь. Ну и вот такая привязка к нашему городу. Все-таки Сыктывкар тоже был в литературе и в жизни Сергея Довлатова, хотя в основном, конечно, пишут, что три главных города в биографии Довлатова — это Ленинград, Таллин и Нью-Йорк. Собственно говоря, мы показали Сыктывкар. Работы до 24 октября, и проводится экскурсии арт-терапия. Приходите, это бывает по выходным. Ну, то есть мы для солдат проводим, вот студенты у нас придут, и просто для любой интересующейся публики, которая хочет приятно, комфортно провести время в музее, мы тоже предлагаем эту услугу. Спасибо за внимание. У нас есть страничка в ВКонтакте, пишите письма, можно подключаться. Она передала нам на выставку на временное хранение. Пока обсуждаем возможности. Ну, когда я сейчас была на фестивале Довлатовска в Петербурге, нам кажется, да, здесь живущим, это абсолютно известная история. На самом деле эта история абсолютно неизвестная. И даже литературный анализ вот этих писем и с точки зрения научной публикации, это, ну, правда, могло бы быть на сопоставлении текстов. Потому что какие-то вещи, которые он прописывает в своих письмах, он потом это вставляет, использует в литературном тексте. И ну, это совсем другая история уже. Да, да. И вообще вот история этой переписки, это было откровение. Спасибо за внимание. На этом наша секция закончила свою работу на сегодня, и мы встречаемся завтра в 10 часов здесь же в литературном музее. Последовательно будут работать две секции. Сначала первая с 10 до 13, и потом с 14 до 18 вторая секция. Все будем в этом зале. Спасибо всем.